ютуберы. Вот, и мы понемножку... Вчера у нас в основном мы писали и рассказывали отвечали там сказочникам, да, нарнийским. Вот, но сегодня мы постараемся уже по тематике пройтись и отвечая на вопросы. Надеюсь, как говорится, будет интересно и, так сказать, постараемся ответить на ваши вопросы и пообщаться об истории. Вначале, конечно же, сейчас пока присоединяются наши ютубовские братья, также с Фейсбука, с Телеграма, пока они присоединяются. Я вчера вам обещал, сегодня хочу зачитать очень интересный момент. Я его и ранее читал, конечно, но поскольку это актуально до сих пор, я его обязательно хочу вам зачитать. Вот. Поэтому надеюсь, вам будет всем интересно. Так, сейчас. Ну, чтобы было понятно, давайте сейчас изменить, выбрать больше. Сейчас посмотрим. Ага. Готово. Да, геносоды. Да, я видел, братан. Это, конечно, воинственная дочь Грузии. Видела я это. Но это ее мнение. Мы нисколько не будем никого. Мы мата не видим в этом. Да, ладно, сейчас, подождите. Так, вот, с этой нашей установкой. Так, вот, и хотел. Так, сейчас. Так, не это я хотел отправить, а как раз таки сюда. Ассаламу алейкум, Ижри, что за тема сегодня? Валейкум ассалам. Тема сегодня наша история. Ну, чтобы было понятно, я хочу, чтобы вы по вчерашней тематике, давайте, что я имел в виду выступление, как бы. Вчера мы рассказывали вам, вы знаете, да, мы, в принципе, в основе, как я и сказал, я не собирался защищать нападки, алейкум ассалам, нападки на Асланбека с его ютубовским блогом «Клуб российских изобретателей», не столько, а непосредственно только по поводу нашей истории и взаимоотношений между Грузией и Чеченской Республикой. Ну и, конечно же, показать и рассказать о наших фактах. И я вам рассказывал вчера моменты, где говорилось, хотя меня многие упрекают, говорят, вот
он не стоит, уважаемые друзья, вопрос не в том, что я не считаю его не за оппонента, не считаю его каким-либо вообще объектом, субъектом для внимания. Но я хочу, чтобы те зрители, которые непосредственно подписаны на меня и которые присылают этот видеоролик, понимали, что на самом деле этот человек несет чушь, и наше обоснованное, будь то он, будь то другой представитель Башлам, слышал, что у Артема Плата и Злого Грузина общие друзья ингуши, как сказал Артем у себя в эфире. Ну, давайте, хорошо, чтобы было понятно и не было огульно. Давайте, чтобы было понятно, я вам поясню одну вещь. Я вам сказал, что вот эти всякие забросы, названия от чачани, что чеченцы не народ, что их создала Российская империя, вся грязь, которая льется на историю на чеченцев и нашу историю, давайте посмотрим, откуда же черпает информацию, как Дмитрий Злой Изя в своем YouTube-канале. Ну, давайте посмотрим, что же он сказал и кто предоставляет ему информацию, кто оплачивает этой марионетке и всем марионеткам, которые льют грязь на наш народ. И очень много не знаю про ингушей, поэтому мне очень часто ингуши как тематику мне очень сильно помогают, они мне разные темы посылают со стороны ингушей, вот про башни, про историю, про это, про то, про даты ингушские. Поэтому я потихоньку очень много не знаю про ингушей. Поэтому мне очень часто ингуши как тематику мне очень сильно помогают. Чтобы было понятно, он в этом заявлении заявляет, что он не знает вообще почти что ничего про ингушей. А про чеченцев он и паче может не знать вообще. Но, однако, он получает информацию. Однозначно, чеченцы об этом ему никто ничего не отправляет. И чеченцев дела нету до Колумбекова, Дмитрия, тем более. Грузины, что грузины ему отправляют информацию, тоже ошибочное мнение, и думать об этом тоже, в принципе, не стоит. У Грузии свои проблемы, у Грузии свои внутренние проблемы, внешние проблемы, и им до какого-то перебежчика, которого нету ни родины, ни флага, предоставлять информацию, тем более фальсифицированную, про чеченцев нету никакого смысла. То, что это делают осетины, маловероятно. Маловероятно того, потому что вот эти нюансы, которые знают, там, которые коверкают и пытаются выложить в оскорбительном тоне про нашу историю, мы видим сегодня в комментариях и в различных пабликах, как мы говорим, чтобы не задеть никого, мы называем всех людей, которые несут клевету, ложь о нашем народе, о нашей истории, называем нарницами. Вот. Таким образом, ни народ мы не оскорбляем, ни фамилию мы не оскорбляем. Мы конкретно говорим нарницы, те люди, кого мы называем лжецами. Что он может знать, если он не знает, от кого он... Абсолютно верно, я говорю, откуда может быть информация. Он же говорит о предоставлении информации, что у него есть информация, что он знает все, что вот у него просто-напросто настолько глубокая информация, вплоть от кумыков. Я мало верю в то, что кто-то из кумыков сидит и Дмитрий Колумбеков отправляет ту информацию, которых у них у самих нет. Я общался, и я знаю, как они называют, и знаю отношение кумыков вообще как таковое к народу. Алейкум ассалам. Так что я думаю, что вот сам он да и ранее заявлял и Артем Плата, я думаю, что он прекрасно знает, что ему подсунули информацию, где, вы помните, в одном из эфиров мы полностью показали, что ни на одной книге Деникина, ни у Ермолова таких строк не было, и что это просто высосано из пальца, и это ложь.
Но это ранее было еще до, поэтому, надеюсь, это понятно. Вот, чтобы, вот отвечая мне после вчерашнего, кто написал комментарии в директе, кто писал, вот, стоит, не стоит. Я хочу, чтобы у вас было понимание, и чтобы вы знали, что мне абсолютно разницы нету, кто бы это был, будь это Дмитрий, будь это Руслан Бузуртанов, или будь это кто-либо другой. Если идет оскорбление и клевета на наш народ и на нашу историю в том числе, тогда уже я должен как-то реагировать и как-то на это отвечать. И, по крайней мере, хоть кто-то должен этим заниматься. В любом случае, если такая молва и такая ложь распространяется, если не отвечать этим людям, то эти люди реально задумываются над тем, что они говорят правду. Чеченский народ за последние 3 десятилетия потерял очень много вот этого иммунитета, защиты именно в интеллектуальном плане. То есть мы, как народ, защищались от вымирания. То есть в этих 2 военных последних кампаниях и поствоенных кампаний, которые возрождение шло время 2 войны и после уже возрождения, и людям не до того было, чтобы на интеллектуальном уровне ответить этим сказочникам, балаболам, которые только и клевещут и пишут всякую лабуду. В принципе, не стесняясь, печатают книги, будь то сосед с востока, будь то сосед с запада. Без разницы, здесь нету конкретного уклона вот в одну сторону. Что касается, по крайней мере, от Грузии, но сейчас Грузия, мы знаем, да, уже в последнее постсоветское время Грузия независимое государство. Что они пишут там на грузинском языке, я не знаю. Но, по крайней мере, оскорбительных каких-то книг в адрес нашего народа или нашей истории я не видел от них. Да и, честно сказать, от многих, которые непосредственно проживают по соседству. Были какие-то вбросы со стороны Ставропольского края, якобы казаки предъявляли, там, показывали какого-то борща, который сидел и говорил, город Грозный, это русский город, это мы построили и так далее и тому подобное. Конечно же, крепость Грозная был основан русскими, но стирая с лица земли чеченские аулы, которые находились в этой местности. Мы говорим о истории, прошу понять, и не путать его вот с конкретной, нету никаких межнациональных, Это было завоевание Кавказа, просто чтобы пояснить, чтобы людям было понятно. Это была империалистическая позиция расширения своего государства. Будь то они, будь то персы, будь то атаманская Турция, без разницы. С любой стороны, кто бы то ни шел, распространяли свои интересы. Поэтому все вот в период этого правления, когда строили эти крепости, была ли надобность у чеченцев, чтобы пришли с севера царские войска и на нашей территории, закрывая нам доступ к полям, к нашим землям, чтобы строили там крепости, указывали нам, как жить. Конечно, не было никакой надобности. Не было надобности ни в Моздоке, ни в Назране, ни в Владикавказе, ни в Кизляре и тому подобное. Однако эти крепости были построены. И этот редут первая Кавказская линия и вторая Кавказская линия, вы знаете. Кавказская линия, каждый по-разному может его называть, но первая военная Кавказская линия — это по Тереку, это Моздок, это Кизляр, это Червленная, Николаевская и так далее. Вот этот ряд этих хуторов, заселенные терскими казаками, по левую сторону Терека были образованы ряд вот этих непосредственно укреплений. Вторая линия, уже военная линия, Сунжинская линия Кавказская, это по Сунже построили уже, я упустил, кажется, Владикавказ, Моздок, и Калиновская, Александровская, Невская, Червленная и Кизляр. Это по первой военной линии, то есть по Тереку. Это вот таким образом уже первый военный кордон был, отсекая чеченцев от левобережья Терека. То есть если ранее были какие-то земли, где пасли скот, проживали чеченцы,
определенные землями владели с левой стороны Терека. Тут никаких сомнений нету, есть достаточная информация. Потом, после, они перешли уже вторая сунжинская, уже линия, военная линия, уже отсекая эти плодородные земли для скота, для земледелия, забирая у чеченцев, загоняя его еще глубь горы за непокорность, за нападение и так далее. Это уже по Сунже, это крепость Грозная, крепость Назрань, это Брагуны, вообще считается это Ильиновская, Петропавловская, то есть уничтожая, само собой, там она называлась Чуртугой, называлась и другие названия там на родном языке. И вторая военно-кордонная линия была, это уже при непосредственном содействии самого Ермолова. Это была вторая военная линия, то есть по реке Сунжи. Опять же, все эти крепости, все эти доты, дзоты и тому подобное было выстроено против чеченцев. Не против грузин, не против ингушей, не против, в принципе, и дагестанцев как таковой. Потому что с той стороны там была одна крепость, внезапная, но там в основе уже более объединенные были лезгинские и чеченские атаки. Это имеется в виду восточная часть, это где Аух был и так далее. Там тоже было укрепление внезапное, Герзельское и так далее и тому подобное. Но это восточная часть нашей Родины на тот период. Поэтому, когда есть люди, которые упрекают, и некоторые люди начинают пятиться, на самом деле мы же ее не назвали, мы же там не сказали, там нигде не сказано, что это наш город. В тот период она была построена русскими царскими офицерами. Но опять же, продолжая, строя форпосты, строя города новые, якобы приводя этих людей в цивилизацию, уничтожалась те устои, та культура и архитектура чеченцев, которые были. Мы обязательно, я хочу вас ознакомить, поскольку это тематика, я много раз об этом говорил вам, о том, что все вот эти дороги, которые ныне существуют, М-29, только федеральная трасса, которая идет от Ингушетии и до самого там Хасавюрта, Шатойская дорога, далее, и все большие дороги, которые есть у нас на нашей родине, то есть они были построены царской Россией, их не было, не существовало. Введено в Итумкали, все эти дороги были сделаны в основе своей царской России при покорении, то есть чтобы завоевать было проще и продвигаться было проще. Подтверждением этого мы послушаем сейчас царского офицера. Сейчас Таймас хапиш башлам дал ирс это бойлхан дерес хил Таймас ханна ости войнохчи оман да харца историца культурица сингаттам мялбочу маххашка дерес хил Таймас дал духяхвел дала мукшмяш дах дольшу суна. Сейчас давайте я вам покажу один ролик по подтверждению нашей исторической Едва ли в мире есть другая страна, подобная Чечне, где с любого возвышения на левом берегу реки Сунжа можно в ясную погоду простым глазом окинуть столько орошенных кровью окрестностей, где каждый куст, каждая ретвина были свидетелями последнего вздоха умиравшего, где каждая поляна, каждый брод через речку, каждый вход в ущелье видели в продолжении многих лет за раз сотни тысяч смертей, паривших над долинами Сунжи и Аргуна. На эти видимые окрестности, разбудившие в пишущем воспоминания, не должны глядеть равнодушно, глядеть без волнения. Это все окрестности, бывшие местом сцены длинной, непрерывной драмы. Куда ни посмотришь, везде видны широкие, теряющиеся вдали просеки от
тесняющиеся теперь от вековых лесов, по вершинам гор яркой зеленью листвы. Это все следы гигантских трудов, совершенных в стужу, в слякоть, при различных лишениях, преимущественно руками солдат. Немало их при этом погибло. От оружия недремавшего неприятеля, от упадка сил, от неосторожности во время падения срубленных огромных дерев. Сколько кавказских солдат, в особенности пехотный, перенес при покорении Кавказа в полном смысле горя. Про то знает только Бог. Да знали те, которые видели это собственными глазами, но хранили об этом глубокое молчание. Вот так, вот таким образом, это записки офицеров, которых мы публикуем у себя на канале. Многие не читают, слушать намного приятнее. У нас вот такие подписчики, которые, когда ты закидываешь какие-то жаркие, хайповые темы, сразу подписываются. Стоит тебе более нейтрально себя вести, закидывать какие-то нейтральные тематику, и начинается отписка, начинается потеря людей, начинается вот так. Все так бывает. Но мы такие материалы публикуем каждый день. Я думаю, надеюсь, что многим это интересно и будут читать. И всегда небольшие тексты вы читайте. Это очень важно, знать о своей истории. Нохчу 95 пишет. Башлам дал это буал ханохчи кома хил долулат. Дерес хил долулат от острова Чечен. Чечен острова Экачелца, юха юк диц массарна бакдерг дахаит, юха мавалц хашаг дерес хил юдоуштац. Башлам, один ингуш писал на наших каналах, что до прихода России ингуши граничили с Кабардой и Дагестаном. До прихода России ингушей не было вообще. Передай этому ингушу. Таймасха. Мас юрт аяқын мүжгеші суэльжи гал крепость Йолшир. Таймасха 26 считается. Я их опубликовал у себя на канале, поэтому бяхмобила шиця жвах падела. Ау. Ау дяшо. Со эфире аук. Да, я со связи, Волон. Я Маяла. Давай. Мобил Гергерна. Так вот, 26. И я их публиковал у себя на канале. Вы можете посмотреть об этом. Информацию об этом. Что касается граничили с Кабардой именно ингуши, это неправильно. Как такого термина такого не было. Если вы говорите про общество. Да, с учетом того, что во времена Бейбулата Таймиева кабардинские и чеченцы, именно Бейбулат Таймиев, из-за малоземелья разрешили поселиться, где место Назрань, по крайней мере, ингушские документы так говорят, за счет того, что они примут ислам, построят мечети, и вот таким образом уже переселились. Если только так граничили. Если имеется в виду малой Кабарды, вот эти рассказы о том, что какие-то кабаки стер ее, стрельцы стерли, кабаки такие-то, такие-то стерли, но это маловероятно. Почему? Потому что, это вот я отвечаю на твой вопрос. Дело в том, что граница с кабардинцами, то есть адыгами, была только у Нохчи народа. И защиту, еще раз повторюсь, крепость Назрань где находится, крепость Владикавказ где находится. От набегов, чтобы было понятно, от набегов чеченцев на военно-грузинскую дорогу. То есть нападали. Против них построили эти форпосты. Возникает вопрос, если там жили, допустим, или эти земли принадлежали кому-то, то этот форпост должен был быть логический, гипотетический. Этот форпост должен был построен быть против этого племени.
То есть не забывайте, что есть документы, где говорятся, что не все ингуши же такие были. Горные общества ингушские, они тоже воевали. По крайней мере говорят, что то есть, они относились агрессивно к царской России. Есть некоторые моменты об этом упоминающиеся, такие как цоринцы, допустим, джайраховцы относились более воинственно, и галгаевцы тоже. Об этом есть документы, этого никто не скрывает. Но в основе своей все эти форпосты были построены от набегов только чеченцев, как таковой. Кабардинцы, мы знаем, да, мир заключенный. То есть у них были очень хорошие взаимоотношения с царской Россией. Ну, еще со времен Ивана Грозного. Да, конечно, они испортились. Определенный период с построением форпоста Моздок, крепости Моздок. И, конечно же, распространение войны на Западном Кавказе, когда уже продвижение началось. Вот. Поэтому граничили, тут понятие растяжимое, но как таковое они не могли граничить. Государственной административной границы не было и быть не могло в 1860 году, она впервые создана. Договора, которые были в 1770-1810, там 10 фамилий. 10 фамилий, даже 20 фамилий, пускай даже будут они, представители каких-то фамилий или обществ, это тоже не народ, понимаете, потому что это небольшой вообще, как объяснить, не имея территорий, не имея ни государственности, не введя какие-то боевые военные действия, как таковой, говорить о том, что противостояли, это совсем другое. Хотя, я опять же говорю, на такие вопросы я не сильно люблю отвечать, не потому, что не знаю, а просто не хочу, потому что формат общения переходит как-то на историю соседей, а мне это не нужно. Граница у нас была с ними. Что касается северной земли, вот это Малая Кабарда, Бек Черкасского, эти земли принадлежали, то что они принадлежали на протяжении немалого срока. Да и не забывайте, в свое время, если есть целые мавзолеи, построенные Ногайскому хану, место захоронения, владычествовали на этих местах не только и кабардинцы, и остальные, походу, по-видимому, по крайней мере. Ну да ладно, мы не об этом. Дальше. Так, Мас-Юртахах. От 20 до 26 сел были стерты, там они конкретно указываются уже с геолокацией современного города Грозного, то есть где поселок Кирова был. Но из них есть Акюрт, Эшватуаюрт, Цуантруаюрт. Там они по ходу, по тейпам назывались вот эти юрты, небольшие хутора были, где проживали в этой местности. Поэтому думаю, что эта информация всем вполне знакома. Тот, кто не знает, и может ознакомиться с ней. Ассаламу алейкум, сидалу нохчу алейкум ассалам. Нохчикам. Башлам. Под роликом шейха Мансура один нарнеец написал, что шейх Мансур не был чеченцем, что у шейха Мансура татарские корни, и что чеченцы кумыки и тому подобное. Но гроза Кавказа. Ну, дело в том, что человек, который тебе написал, сам не является коренным жителем. Он может быть ардабончиком, он может быть, я не знаю, каким-нибудь арой или кем-либо подобным. А может быть сам из потомков монголов. Всякое может быть. И обычно такие люди пишут. Шейх Мансур является исконным представителем Нохчи народа. Он из тейпа Эльстанчхой. Остались его не именно сказать прямо прямые. Есть потомки, есть ДНК. Он из тейпа Эльстанчхо. У него гаплогруппа L3. Есть Цюн Нейнхуай. Есть Цюн непосредственно кто была, из какого тейпа была его жена. То есть из какого тейпа был тесть, получается, да, вроде бы. Или тесть, или как получается. Отец жены его.
То есть из какого тейпа, где он проживал, что он был с Дауд Мартана. То есть вот эти исторические моменты, они все есть. Никакого отношения к татарам Ушурма не имеет. Не имеет и гаплогруппу татарскую, тем более. Но, понимаешь, когда у себя нету ни героев, некому рассказать, ни что, ты думаешь, на сегодняшний день, приведу тебе пример, на сегодняшний день с чеченцами оспаривают вот, историческую личность, допустим, как Ташухаджи Саясанский. Сейснар Ташухадж Олсунов, он считается по чеченским непосредственно и полевым материалам, и информацией, которая есть, и тот, кто знает, реально знает историю, не тот, кто просто из-за того, что он говорил на кумыкском, что он был из тейпа Дышни, что он проживал в Эндери, что его дедушку звали Боб Хадж, и что он похоронен в Тарках. Не в Тарках, а в Эндери. И что он из тейпа Дышни. А Дышни это исконно чеченский тейп. И не имеет никакого отношения к кумыкам. Хоть со всем уважением мы относимся. Кумыки же причисляют Ташухаджи Саясанского к себе. Почему? Потому что они говорят, что Ташухаджи якобы говорил на кумыкском. И есть письма, я привожу вам доводы и ту информацию, почему они говорят, что он. Ну, во-первых, о жизни Ташухаджи нету никакой информации в основе своей у кумыков. Нету. То есть до периода его уже известного становления, когда он был найбом имама Шамиля, когда он был алимом, когда он был военачальником, когда он был эмиром, так сказать, валиата Аух, до этого периода о нем информации у них нету. Ни о его жизнедеятельности, ни чем занимался. Если честно сказать, нету даже информации нормальной, правильной, достоверной о том, кто был его мать и кто был его отец. У них нету этой информации вообще. У них есть информация после того, когда он стал. И плюс ко всему, когда он умер, где он воевал, с кем, сколько жен у него было, какие жены у него были. Многие об этом знают. Где похоронены были, кем был Ташухаджи. Он для многих, хоть многие не знают, он кроме как военного предводителя, он был и устазом, и является по сегодня, естественно, и похоронен он, в принципе, тоже на территории Чечни, и его жена, и его дети, и те люди, которые... У меня есть достаточно видеороликов, где от его, вплоть до вещей его, и ремень, и газырки, эти вещи сохраненные, люди, которые сохраняют от своего дедушки, прапрадедушки, передают, потому что они были соратниками, они были с Ташухаджи. И единственная ссылка и самое такое глубокое убеждение кумыков о том, что Ташухаджи, эта тема еще в принципе не закрыта, что он был кумыком, потому что он говорил на кумыкском языке. Это раз. И во втором случае, и где-то есть описание, где он говорил, что Ташухаджи аль-Кумука и так далее и тому подобное. Но, опять же, я узнал информацию от каратаевцев, на тот период писали, если ты живешь среди лезгин, то есть это среди какого общества ты находишься, писали вот эту присказку аля-кумуки или аль-лезгини или аля-вари. Это вот, если бы он был в Гумбете, там, допустим, Гунибе, точнее, не в Гумбете, а в Гунибе или в Ботлихе, или в других местах, он мог написать там андейц и так далее, тому подобное, чтобы было понятно. По крайней мере, у меня в эфире еще 4 года тому назад вот это. И да, нет ни одной фотографии, ни одной достоверной фотографии Ташухаджи Саясанского. Это ложь, и люди, которые распространяют фотографии о том, что это Ташухаджи с белой бородой, показывают на фотографии, на картинках, на рисунке. Ни один не является достоверным. Фотографии, где с белой бородой, вот этот седой, там, большой шапки, это мулла
он каратаевец, и его потомки до сих пор живы, и они знают, что это их прадедушка. И они связывались тоже со мной, они живут сейчас то ли во Франции, то ли в Англии. Они связывались и говорили, что он не Ташухаджи, и никогда не было, что это их прадед, что он был со времен там имама Шамиля, что он проживали они в Чечне, введено, там были алимами, муллами и так далее и тому подобное. Они не говорят, что они чеченцы, они не говорят, что они конкретно говорят, что они каратаевцы, то есть они жили по границе с нами, то есть в тот период, и в Газавате участвовали вместе. К чему я это говорю? Дальше. И вот эти моменты, то, что он говорил на кумыкском, и то, что он написал о кумыках, это два факта, на которые ссылаются все, как говорится, непосредственно кумыки, или, по крайней мере, те знающие кумыки, которые утверждают, что Ташухаджи является кумыком. Но у нас есть информация, опять же, вот этот гений, профессор, которого скинули меня, он говорил, что есть точно так же записка, где он говорит: «Я из народа кумыков, из Тайпацуантру». То есть это его рукопись, которая сохранилась. У меня очень много рукописей, очень много информации от Ташухаджи, но я ее собираю, умею ее как бы скомпонировать, собирать и работать. Написано, но опять же я хочу, чтобы было понятно. Если он был из Тайпацуантру, он не мог быть никак кумыком, потому что центроевцы не имеют никакого отношения к кумыкам. Еще раз повторюсь, центрой, цуантрой – это древний, исконно чеченский тейп. А кумыки совсем к уважениям, когда бы это ни было, 1000 лет тому назад, или 800, или 600 лет тому назад, они пришли. Пришли они с войском Тамерлана или Чингисхана, или же они говорят, что они великие потомки, некоторые говорят, что они гуннов. Но в любом случае, это не коренной народ, имеется в виду. Они завоевали, они заслужили это место за собой. Речь не об этом. Тут сейчас нету нисколько оскорблений. Война, это империя, они завоевали, эти земли принадлежат им. Никто их не отвоевал. Вот. И сегодня, когда мы говорим о междуречии Терека и Сулака, кумыкская плоскость, равнина и так далее и тому подобное, если мы пригласили даже по информации наших же и полевых материалов, мы же говорим, что Султан Мута пригласили чеченцы, помогли ему, чтобы он воссел там на трон и так далее и тому подобное. Есть конкретные тейпы, и вот таким образом выход чеченцев к Черному, Каспийскому морю, к острову Чечень в дальнейшем, после Петра I, после Ермолова, мы потеряли. Вообще все владения кумыков считались исконно, с древности, вот имеется в виду с 12, с 10 века, 9 века, считались за рекой Сулак, в этой области. И вплоть до Махачкалы, там вверх, не об этом. А в этой стороне не было, просто-напросто. И место это было не столько пригодно. Оно не было привлекательно. А у чеченцев это вот между Гуайхой, Ломанхой, Терк и Сюэльж, вот этот остров, который выходил, вот это междуречье, который выходил на Каспийское море, с островом Чечень, с Чеченским проливом, который ныне называется уже Аграханский пролив, с выходом были у чеченцев. Так вот, к чему я это рассказываю? К тому, что у нас мы оспариваем, вот это, есть такие моменты спорные от Ташухаджи. Хотя есть некоторые чеченцы, которые тоже со мной спорят и говорят, он такой и является кумыком. Но аргументов тому, что он является кумыком, нет ни у кого. К сожалению, мы не можем сегодня эксгумировать его тело и провести ДНК-анализ. Конечно же, этот вопрос бы поставил на корню точку. Да, якобы кумыкский ученый, один академик, который вышел со мной на связь, он говорил, что у него есть потомки. То ли в Турции, он сказал, то ли в Иордании. И они звонили и говорили, что якобы Ташухаджи был кумыком. Что их потомки Ташухаджи позвонили
С Турции позвонили и сообщили, он сказал. Представители чеченцев с Иордании подтвердили то, что Ташухаджи был кумыком. Но я попросил у этого кумыка, чтобы он дал мне данные этих чеченцев, мухаджиров, которые живут в Иордании, которые сказали, что Ташухаджи был не чеченцем, а кумыком. Чтобы я мог связаться и подтвердить или опровергнуть данную информацию. Никаких ссылок или связей с иорданскими мухаджирами, чеченцами он мне не скинул. Никакой информации о прямых явных потомках Ташухаджи, которые проживают в Турции, я тоже не получил. Значит, что это? Это бла-бла-бла, разговоры и лабуда. Никакого подтверждения о том, что Ташухаджи является кумыком, нет. Кроме вот этих несколько моментов, что он говорил только на кумыкском, и то, что он там написал аль-кумуки. Еще раз повторяюсь. Сами же кумыки предоставляют информацию, где есть записка, письмо от Ташухаджи, где он говорит: я из кумыкского народа, из Тайпацуантру. Но у кумыков нету Тайпацуантру, чтобы было понятно. А Цинтарой это исконно чеченский тейп. Кстати, многие муллы были на тот период, считались и были из Тайпацуантру. Это как бы не секрет в период Кавказской войны. Не считая Шуайб мулла Цинтаровского. Ну да ладно, сейчас я не об этом хотел сказать. Так вот, будь он Дышни, он Нохчи, будь он Цуантру, он Нохчи. Вот этот герой и Ачархаджи, опять же, которые, вот эти два героя кумыки оспаривают с чеченцами. И они говорят, что это их. И я предоставляю им информацию и говорю, что он Нохчи. Вот эти два момента есть. Почему же ни один кумык никогда не заявляет и не заявлял, что шейх Мансур, то бишь Ушурма, был потомком кумыков, или что у него татарские корни и так далее и тому подобное. Это говорят люди, у которых сами рождены, извините за вопрос, незаконно рожденные, или не имеют корней, или являются просто-напросто утырками, безродами, нарнийцами. Чтобы мы не оскорбляем ни народа, ни кто бы это ни сказал. Никаких. Почему? Потому что у себя нету ни героев национальных, нету никого, чтобы показать. А если и есть, выдумывают, показывают картинки, а эти картинки показывают в дальнейшем, что на самом деле вот этот человек, который на картинке нарисован, он балкарец. И есть информация об этом. Ну да ладно, я сейчас не хочу влазить и кого-либо задевать. Кстати, потомки этого человека, которого указывают и говорят, что это якобы он, связывались со мной и говорили, что он никогда в жизни не говорил, что он является представителем того народа, который сегодня им кечится. А он говорил всегда, что он является там, допустим, они, по крайней мере, говорят, что он говорил, что он был Орстов. Ну да ладно, сейчас мы не об этом говорим, чтобы не отходить от... И шейх Мансур по поводу, если есть имя отца, если остались прямые потомки, то есть у шейха Мансура, здесь, Алда, Буган-Юрте, есть все это, могут провести ДНК-анализ, могут подтвердить все. Какие проблемы? Больше всего, если бы кто-то и имел право говорить, что он их национальность, это могли быть только адыги. Как таковой, шейх Мансур не прожил долгую, счастливую жизнь. Ему не было 60, он не получал пенсию, у него не было двухэтажной виллы где-то там в Калуге, в Подмосковье. Он не ходил на оперы, на балет, на санках кататься не ходил. У него не было всех этих привилегий и так далее и тому подобное. Он был молодым человеком, он начинал свою деятельность в возрасте 23 лет. Вы понимаете, о чем речь идет-то? Это совсем другая личность, это молодой человек, очень молодой человек. И когда поднимается национальное самосознание, когда народ начинает гордиться, когда начинает искать информацию, говорить о нем
И люди с черным грязным сердцем, которые завидуют, начинают клепать, искать поводы, говорить, что он сдался, что он на самом деле, как имам Шамиль, тоже пошел там, сдался, якобы. Я не оскорбляю имама Шамиля и всех остальных. Но вообще я говорю, нет разницы между ними. То говорили, что он татар, то говорили, что он турок, то появилась информация, были нернийцы, которые говорили, что он итальянец. То он говорили, что он башкир. Вот это то, что я слышал информацию. Ничего удивительного в этом нету. Но опять же возникает вопрос. Будь он итальянцем, будь он башкиром, будь он татаром, будь он кем бы он ни был, допустим, он мог это делать, революции и все остальное у себя дома. Раз. Во-вторых, у нас среди чеченского народа конкретно есть название татаров, то есть их название. И само название их это Гейзлой. Ни по ДНК, ни близко Гейзлой не относится к Эльстанчхой. Вот Харачой, Чармой, Чунгруай, Ваштруай, Варандуай, Дишни, Галай и многие, у кого гаплогруппа ГЛ3, они могут относиться к шейх Мансуру. Я вообще говорю по генотипу, генетически. Но остальные, будь то татары, башкиры, итальянцы, турки и все остальные, не имеют никакого отношения. Как-то нелогично. Зачем защищать место, куда ты поселился только что, начинать войну, если у тебя есть другая родина? Ну, уехал бы в Татарстан, Башкортостан, уехал бы в Турцию. А почему, если он был турком, он не сдался, как это сделал турецкий паша, Батал-паша, который предал, оставил адыгов, сдался, попал в плен, вернулся, его наградили еще за то, что он попал в плен. В честь него назвали Батал-Пашинск сейчас в этой, это сейчас к какому, Карачаево-Черкесии, я не знаю, относится к Ставропольскому краю, либо, ну, в любом случае. Почему он не сделал этого, если он являлся таким же, грубо говоря, турком? Что ему это стоило? Ну, уехал бы. Глупостей очень много. Почему тогда он попал в плен? Почему он кого-то убил? Почему его казнили? Почему казнили, имеется в виду, в казематах этих? Заболел чехоткой, умер. Некоторые говорят чуть иначе. Ну, ладно. Аллаху алям. Поэтому очень много вопросов. Но достоверная информация, 100% информация о том, что у Шурма сын Ша'база, и Ша'баз является тоже из тейпа Эльстанчхо. Они являются из Буган-Юрта. Даже больше скажу, есть даже карта перемещения, откуда его предки, из Эльстанджи, из горной части, ныне это Ичкеринский округ, как они потихоньку переселялись в Буган-Юрт, то есть Алды. Из Эльстанджи через Шали, через Чечен, Большой Чечен, потом Алды, место последнего поселения. Как Эльстанчхуай потихоньку перешли понемножку Шали, Чечен, Аул и Алды. Вот так и основались там. Так что я не знаю, какие татары и что за лабуду тебе рассказал этот утырок. Не знаю, от кого появившийся, но факт такой. Ладно, пришли из Алтая, пишет один там, ладно. Ассаламу алейкум башлам и всем слушателям алейкум салам. Я много вопросов по ходу пропустил. Салам алейкум, алейкум ассалам. Башлам, почему именно общество Галга выбрали свой круг, другие окрестные общества? Любой, у кого есть мозги, знающий про корень этноним Галга, сразу все поймет. Не понял вопрос, почему именно общество Галга выбрал свой круг, другие окрестные. Ну это четко упоминается, говорится о том, что именно Гала общество было одно из самых богатых и самых больших.
То есть они были экономически самые развитые и богатые. За счет этого, это есть не только в Ингушетии, это и у нас. На тот период большие рода, экономически сильные рода, к ним входили остальные близкие, родственные, там выдавали замуж, и они объединялись, становились вот таким сильным обществом. Вот и ничего нового, как и в Чечне, так и в Ингушетии. Считается, что самыми сильными вот в этой местности были они. По крайней мере, так мне сами ингуши рассказывали, и написано то же самое, что экономически сильно развитыми были именно они. За счет этого и включили. Я предполагаю, а другого смысла нету. Нациеобразующим, ты хочешь сказать, почему взяли название? В тот период, когда они есть же и предание, что Аллах вообще переселились из Аргунского ущелья. Я это опубликовал, вы видели это документы. Это документы по преданию, опубликованный полевой материал с самими ингушами. То есть Аллах на самом деле война, что улир будешь. Это фактически мы и есть один народ. Нравится многим или нет. В древности, по крайней мере, было так. Аль-Гунки Бог Шхунды Вазинцуша. Я хаджи рассказывал об этом только что. Шиятайпан я зачитывал. Шиятайпан Гунцаяс. Шиятайп Язинацу Задала. Хаджи 953. Об этом есть, и сами кумыки знают это и говорят, что я Аль-Кумуки из тайпа, что из тайпа центра. Нохчу элдат санна точно на все 100%. Нохчу эл-хирдаци на анхила оршхазна сунцу гунки. Это тоже недостоверно. На анхила богунки это недостоверно. Нет, тот же нанам нохчу хилхирюцин, деда боб хажа нохчу дишниушу. Вот то ли он дишний, то ли он цуэнтрус, я не знаю. Но то, что он не был гунки, по тем же документам, место выбора, место проживания, место смерти, место родства возглавлял, и все, кто вокруг него, 95% были нохчи. Очень странное поведение, конечно, с учетом того, что он сам кумык, все вокруг него кумыки, он мог за собой повести всех кумыков, и тогда можно было бы говорить 100%, что он кумык. Но тут немножко другая ситуация. Опять же я говорю, это спорный вопрос, который должен изучаться. Изучить и доказать это однозначно можно только взяв его анализы ДНК. Если у него есть прямые потомки, взяв у них, или же его место эксгумировать его тело никто не позволит. Если даже знает, где оно похоронено, грубо говоря. Я думаю, что этим богохульственными вещами заниматься ради доказательства науки и так далее и тому подобное маловероятно. Но споры есть. Точно так же, как и Ташу хаджи, точно так же и Ачир хаджи оспариваются. Хотя Ачир хаджи есть прямой потомок, и они являются из тейпа гендергной. А вот что касается Ташу хаджи, там спорный вопрос. Дышни он или цуэнтру, или же все-таки гунки. Все версии имеют право быть и жить. Адыги считают шейх Мансура своим первым и единственным имамом. Не своим, шейх Мансур является первым имамом Кавказа. Вот поэтому, да, они его по праву называют имамом Мансуром. Шейх Мансуром. Так, имамом, и да, наверное, есть черкесы, которые думают, что он был адыгом, но в основном знают, что он чеченец. Я Захат, я не слышал, что есть такие адыги, никогда не говорили. Они прекрасно знают о наших взаимных отношениях. Поэтому я думаю, что я сейчас зачитаю один момент, и вы поймете, нас на самом деле с адыгами сближают намного больше взаимоотношений, чем многие представляют, хоть и генетически небольшое количество у нас совпадает. Таймасха пишет, есть ли у тебя информация о Варе Гехинском? Скудная информация, но есть. Давно не был у тебя Башлам в эфирах, как этот VPN вели, редко захожу в инсту, Захат. Да, бывает такое. Так,
Хама пишет, ты поддерживаешь адаты нахов? Нету такого народа нахов, таких нету. Во-первых, есть нахчи. Современные фанатики пытаются арабизировать общество нахов. Нету хама. Я не знаю, кто ты. Я не знаю, что ты. Я поясню тебе и тебе подобным. Во-первых, нету никаких нахов и никогда не было. Нету ни нахов, ни анунаков, ни всех языческих пантеонов богов, которые представляют себя утырки языческие, которые несут чушь собачью. Это раз. Во-вторых, есть нахчи. Современных фанатиков, я не знаком, я не фанатик, и я мусульманин. Я полностью придерживаюсь исламских норм. Я придерживаюсь адатов своих предков, то есть нохчи народа. И этот великий симбиоз, который был принят моими предками, и вера, которая полностью совпадает с нашими адатами, я несу, и мои дети будут нести, и мои потомки, пока я жив, будут идти. Есть нахчи, есть мусульмане. И мы, нахчи, исповедуем мусульманскую веру, единобожие. То, что ты говоришь, я не арабизирую, мне абсолютно по барабану. Арабы, евреи, армяне. Мне как-то это, как говорится, по барабану. Я нохчу. Я люблю свой народ. Но я мусульманин. Я уважаю арабов за то, что наш пророк был, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, был арабом. И табиины были арабами. Я за это уважаю арабов. А так арабизировать, или чтобы сделать арабами свой народ, своих женщин и так далее, и тому подобное, никогда даже не задумывался и не хотел ни на секунду. Для меня араб — это такой же мусульманин, как узбек, как мавр, как таджик, как киргиз, как мусульманин индус или любые другие, пакистанец и так далее и тому подобное. Мне без разницы. Для меня нету высших или не высших. Какой араб, ну и что он араб? Если он еврей и мусульманин, никакой разницы я не вижу между ним и арабом. И тот мусульманин, и Всевышний Аллах делает нас всех братьями по вере. А так, я придерживаюсь адатов и своей национальной истории, традиции. Я надеюсь, что я ответил. Друзья, я прошу вас не теряться. Ибраим, я перезагружу, час прошел, я перезагружу, и мы продолжим свою дискуссию, я отвечу на ваши вопросы. Осталась 1 минута. Каждый час заканчивается трафик, мне нужно обновлять его. Так что, кому интересно, заходите, готовьте вопросы, пишите в WhatsApp, копируйте и отправляйте. Ассаламу алейкум, бюздик юайла, масер нохшик амдал, хан мукшул, вайлшун масар. Амин.
Являются представителями чеченского тейпа. Они показали могильные плиты этого, предки этого человека, который утверждал, что он вообще оспаривался. Они показали, вот здесь он был похоронен, вот здесь-то так-то, как он переехал в Аух, а потом Хасавюртовский район он начал называться. Вот, переехал в Аух, как ему помогали, вплоть до того, как ему дрова носили и так далее в тяжелое время. То есть, когда не было газа, топились все дровами. Там старожилы этого села рассказывали, на самом деле он является представителем чеченского тейпа. Но есть одна проблема. Когда я вел спор о нем, то есть у меня были аргументы железные, где показывали прямо, ходили, на видео снимают, вот это его дедушка, вот это его прадедушка, вот это этот, и показывали его, как говорится, непосредственно могилы, и рассказывали их родственники, есть интервью, и является, что он является непосредственно представителем Нолчи народа. Я предоставлял, и у меня была эта информация. Но этот человек, то есть он по происхождению кумык, он скидывает мне ролик, где задает прямой вопрос этому представителю нашего народа и задает: вот вы, а он старый, вот вы, вот вас оспаривают и говорят, что вы являетесь чеченцем. Являетесь ли вы чеченцем, или же вы, кто вы есть? С микрофоном в руках эта девушка, кумычка, задает вопрос. На что он отвечает: я кумык. Хоть у меня были железные, стопроцентная достоверная информация, с какого села, когда переехали фамилии, когда все, после этого я просто-напросто перестал оспаривать этого человека. Просто он не достоин, чтобы я терял время и говорил, что он представитель нашего народа. Пускай он будет кем угодно, но если он говорит, что он не чеченец, зачем его обсуждать или оспаривать его? Хотя со мной выходили на связь его якобы дети, говорили, что он на старости лет уже был озлоблен на определенные моменты. Ну, это уже как бы внутренне, что на самом деле они не являются. Но для меня, поскольку есть это интервью, и они его противоставят, вот как они, вот сейчас видишь, зашел человек и говорит, что он же писал, что аль-кумуки. Почему он не писал свой тейп? Он писал свой тейп. Он написал, что я из народа кумыков, из тейпа Цуантру. Я же говорю, есть этот документ. Так что не писал, говорить не надо. Ну, вообще я говорю. Если этот человек сказал, все, для этого, после этого исчез этот человек. Поэтому я его не перечисляю. Есть такие моменты, когда люди себя приписывают к другому, но это уже оставим на совести этих людей, и они нам не интересны. Человек, который отказался от своего отца, от своего народа, эти люди недостойны о том, чтобы их обсуждали и говорили. Пусть они найдут свое наказание у Всевышнего Аллаха. Дальше. Знаешь что-нибудь про общество Ваппи? Да, знаю. Исконно древний чеченский тейп Ваппи. Вот. О нем я написал, у меня на странице есть описание его. Некогда владели Дарьяльским ущельем. Ваппи. Хороший древний тейп наш чеченский.
Что касается соседей наших, я туда не вмешиваюсь. Башлам, небольшой там, в пределах скольки? В пределах... Да, кстати, они относились к ближним кистам в описании у многих в исторических справках. В количественном отношении считается где-то от 5 до 7 тысяч. В основе своей проживают они в Ауховском районе, проживают в Гудермесском, в Грозном месте. Это ареал их проживания. То, что я знаю. В Курчелойском тоже вроде бы есть представители этого тайпа. Ну так как бы. Очень такой свободолюбивый, воинствующий тайп в Эппе. Древний тайп, кстати. Он не простой тайп, он древний тайп. Башлам, окрестные общества даже превосходили Галгай своей численностью. Даже в 1837 году Галгай было всего. Это я знаю. Но еще раз повторюсь. Экономическая мощь галгаевцев была сильнее. Так, по крайней мере, они сами говорят. Но или почему это случилось? Хоть и в количественном отношении было больше или меньше, если они соврали, то и я говорю информацию, которую они предоставили. Но что бы то ни было, они себя считают чистокровными, они считают себя, ну, по крайней мере, по всем видео и интервью, которые есть, они считают себя вот основателями. И за счет этого они, остальные присоединились к ним. Насколько это так, что, опять же, это другая тематика, Расул. Я не хочу туда влазить. Если я буду говорить какие-то вещи, а это внутренние дела, это соседний регион. Это не история моего народа, и мне она не интересна. Есть тейп Галгай. Нохчи тейп Галгай. Древний тейп. И представители этого тейпа я лично знаю. Они мои родственники. И всегда были, делили горе, все. Они всегда были здесь, были с нами. Никогда не отделялись. Это есть. Я про наших, если ты спрашиваешь, могу сказать. И здесь они небольшое количество, имеется в виду, не так их много. Я не знаю, 8 тысяч, там их сейчас 10 тысяч. То, что касается соседнего региона, меня не интересует. Но в Чечне они есть. Тейп имеется в виду Галгай. То есть они на самом деле сохранили самобытность, сохранили свое истинное название. Поэтому они идут так. А то, что происходит у соседей, я не знаю. Честно вам скажу, для меня и они, сейчас просто какие-то политические нюансы с приходом царской России разделились. Если бы не пришла бы царская Россия, я уверен, что вот этого, то, что есть сейчас, вообще бы не было. То есть, если было бы все иначе. Хотя Деметрий хочет указать немножко иное, но это сказочник, который не стоит внимания. Вот. А так, почему я тебе сказал? Я читаю информацию с книг, поэтому я не могу тебе сказать больше того, что там написано. Потому что этноним не коренной. Речь про кого дальше идет. А что насчет вяпи, которые проживают в Джейрахском районе? Про вяпи, это не вяпи, а фяпи, уже с буквы Ф, которые проживают в Джейраховском или, как ты говоришь, в Республике Ингушетия, это меня не касается. Про них я говорить не хочу, хотя есть описание, есть информация о них, но это я не хочу, это не мое дело, как говорится, меня не спрашивают, это история соседнего региона. Ассаламу алейкум, алейкум салам, башлам. Были ли в Чечне насколько я знаю, чеченцы приняли ислам намного раньше. Абсолютно верно. Приняли намного раньше. Это верно. Что касается твоего вопроса насчет буквы Ф, культы, языческие культы, чтобы ты знал, у древних народов были всегда.
я не могу сказать, что массово, как у соседнего региона, что это было. Маловероятно. Но то, что в языческие времена всегда вот этому культу уделялось внимание, где-то очень сильно, а где-то тихо, молча. Это да. Но сказать однозначно, что здесь стоял там 2-метровый или 1,60 м, и что к нему ходили, такого информации такой я не видел. Ну как во времена Джахилии, что было ли это у нас? Да, было. Но не в таком формате, не в таком количестве. То есть оно не дошло. А ислам, конечно, приняли намного раньше, чем в Ингушетии, или в Осетии, или в других местах. Намного раньше. Так прочти до конца, а потом комментируй. Ты даже не понял, что я хотел сказать, Расул. Даже до конца зачитывать ты мой брат, я тебя уважаю. Но я честно тебе скажу, мне вот соседний регион вообще не интересен. Я прочел то, что ты написал. Ты понимаешь, если я зачитываю что-то, ты должен понимать, каковы бывают. Вот ты просто задал вопрос, и все. Я этот вопрос зачитываю. И наша аудитория, она растет. Тысячи и тысячи, миллионы просмотров. Это распространяется. Люди понимающие, люди не понимающие. Стукачи, начинается потом вот этот стук подряд, который начинает вот, это вас не касается, а если не касается, зачем вот вы рассказываете про наше это и так далее и тому подобное. Ты должен понимать это. Это называется политкорректностью, к сожалению. Есть конкретная статья, то есть люди, которые конкретно ждут чего-то, оплошности какой-то, чтобы вот это то, что сейчас идут дискуссии, что мы готовы говорить с людьми, что мы готовы объяснять людям. Есть люди, которые это не хотят допустить. С Ютуба. Брат Хасан задонатил. Хасан, да, у нас сегодня донат. Вчера один был, сегодня тоже, если я не ошибаюсь, от Хасана первый донат. Ну, хоть кто-то не забывает поддерживать наш канал. Вот. И когда вы говорите о чем-то, дело в том, что нужно какую-то грань соблюдать всегда. Вы говорите, нужно все говорить, все рассказывать. Зачем? Вы думаете, они не знают это? Вы думаете, наши подписчики не знают это? Знают. Но чем мы лучше будем того же Бузуртанова, Деметрия, Артема, если он там говорит про нас, и любого человека, который сидит, не рассказывая о своей истории, рассказывает нам о соседней истории. Я не хочу быть похожим на них. И я не они. Мне важно все, что касается нас. И если они лгут что-то про нас, тогда уже ассаламу алейкум. Наказать это благое дело. А так заниматься их историей мне не надо. Я не придерживаюсь этого. Расскажите, пожалуйста, что за влияние имел комендант Владикавказа, итальянский еврей на царской службе генерал Дель Поццо на ингушей? Ну вот вопрос. Вроде бы хороший вопрос. Вроде бы все грамотно, четко. Но отвечать на него, это немножко, вот понимаете, это, я скажу так, это проект Дель Поццо называется этот проект. Он подразумевал под собой дробить чеченский народ, чтобы было проще, стравливая его, чтобы было проще его успокоить. То есть привести в норму, стандарт. То есть по таким же правилам, чтобы были князья,
чтобы можно было, если ты не преклонил голову перед терским казаком, пока он проходит мимо на своей лошади, тебя могли розгами наказать, что были бояре, князья, вот по этим, в таком устройстве, чтобы привести, как говорится, уклад, довести дикарей, варваров, то бишь нас, в уклад нормальной цивилизованной жизни, как в их понимании. Потому что иначе это никак нельзя назвать, поскольку я слышал сегодня сильных общественных деятелей, историков, которые говорят, что они принесли всю цивилизацию на Кавказ. Но с этими людьми я бы, конечно, мог бы провести дискуссию и показать, кто же кому что принес, но сейчас речь не об этом. Так вот, проект был такой, что как земли делились при Ермолове, то есть раз отделили одну кордонную линию, вторую кордонную линию, загнать максимально в каменные горы, лесистые горы, где мало почвы чеченцев, и чтобы они от голода или умерли, или же все-таки преклонили и сдались, стали лояльными, покорными, как остальные народы Кавказа. Некоторые народы Кавказа, ладно, не все. Вот. И первые должны были быть там ингуши, вторые должны были быть, которых сегрегацию проводили, отделяли, говорили, вы лучше, вот вам земли, вот вам за службу, если вы подпишете, вам будет все, там, награды, земли, все, что, о чем вы мечтали, оружие, но вот вы должны быть отдельно, проект, вы отдельно, следующие за, допустим, арстхоевцами, там, ингуши, арстхоевцы, следующие должны были быть там даутмартановцы, потом должны были быть урсмартановцы, потом атагинцы, шалинцы. И вот так, дробя, нужно было провести покорение. Вот проектом, вот такого проектом завоевания или успокоения, усмирения был Дель Поццо. Я надеюсь, я тебе объяснил. Я не залазю к соседям, вот я тебе говорю здесь. Эта тема, конечно, далеко не прошла. Уастхоевцы, то бишь Уастхой, Карабулаки, все равно остались со своими братьями, мусульманами, и они входили в состав имамата, за что были, конечно же, жестоко наказаны. Интересный момент, который я хочу подметить как раз по мухаджирству и депортации этих мухаджиров. Дело в том, что очень интересна одна ситуация. Вы понимаете, в чем дело? Многие не задаются вопросом. Почему, когда мы говорим о мухаджирах, а об этих 5000 семей, то есть 1500 Уарсхвай и остальные 3500, остальные там Нохчутепы, они географически были с разных, вот никто не замечает эту маленькую деталь. Ведь из этих 3500 семей Уарсхвай – это западная часть нашей Родины. А в основе своей, которые ушли мухаджирами, это была восточная. То бишь 3000 семей ушли с восточной части Чечни. И вот этот миф о том, что якобы только западных, только непокорных, там только отдельно Уарсхвай, это неправда. Я так понимаю, информация была с обоих сторон. Ушли же в основном, вы посмотрите, те, кто в Иордании, в Сирии, в Ираке, в Египте, уже сегодня оказались в Израиле, раньше в Палестине были, ушли мухаджиры. Они в основном восточные, Аларвай, Юрт, Аларвай, Нажи-Юртарей. Если говорить с Нажи-Юртовского, это ичкерийские общества. Получается, с этой стороны ушли в основном Уарсхвай 1500 и 3500 это в основе своей, как таковой, 3000 семей, это восточные Нохчи. Что было посередине, я не говорю, что да, там есть, которые ушли, и Эхка есть, и Чертуа есть, и Хачруа есть, которые ушли мухаджирами. Но в основе своей
из этих 5000 семей, и многие на это внимание не обращают. Это был самый край восточной части нашей Родины. Ну, чуть-чуть. А другой край – это западная часть. То есть Орстхой. 1500 и 3500 с этой стороны. Вот что очень странно. Ладно, понятно, если бы говорили, что обманули и хотели там завоевать, якобы есть норнийцы, которые говорят, что хотели орстхоевские земли себе забрать чечен. Вопрос возникает. Восточные земли, Нажаюрт, плодороднейшие земли, богатые земли, где все растет, цветет, леса, то есть это рай. Тот, кто сегодня может поехать, поезжайте в Нажаюрт, Бейноюрт, остальные места, посмотрите, какие красивые там места. И как там все растет. Ладно, богатейшая земля, леса, водные ресурсы, то есть вода, проблем как таковой с доступом царской России, чтобы они нападали, этого тоже как бы в последнюю очередь, пока туда дойдут по всей территории, географически я имею в виду. Хорошо, восточные чеченцы, осетины. Зачем было мухаджирами отправлять осетин, если это было целенаправленно направлено против якобы Орстхой? Не забывайте, что в мухаджирами ушли и 100 семей из ингушей. Им-то зачем вообще это делать? Значит, была какая-то непонятная сумбурная информация, которая распространилась везде. И я не думаю, что она была предназначена конкретно только против Орстхой или против Нохчи. Нет. Я думаю, что это была предназначена информация именно для магометян. То есть для всех эти земли на тот период были очень в этой ситуации, конечно же, возникает вопрос. Если была какая-то направленная цель, все это делалось специально, то против какого народа? Осетины, ингуши, Нохчи. Из Нохчи общество, восточная часть Нохчи или западная часть Нохчи, это Орстхой. Почему? Конкретно не было. Я думаю, такова была политика. Те, кто более с оружием в руках, по религиозном плане или политическом плане сопротивление проявлял, они ушли на добровольной основе или за распространение каких-либо недостоверной информации, ушли, конечно же, в атаманскую Турцию, где тоже были обмануты. Другие прошли дальше в Иорданию и так далее и тому подобное. Вот такая вот информация об этой деятельности, конечно. Танюша, привет. Вот, поэтому я думаю, что многое то, что сегодня мы пытаемся каким-то образом донести, рассказать, мы многие и не изучили до конца. Вот. Многие, конечно, пытаются об этом писать, и многие пытаются рассказать об этом, но насколько это достоверно или нет. Так, я надеюсь, про Дель Поццо я ответил. Вот эта программа была заложена еще в тот период, про Дель Поццо. Более глубоко ответить это, я думаю, что не стоит. Какие проекты воплощал Дель Поццо в жизнь, это создавал, давал название и дальше уже дробил. Как считаешь, на какой путь следует встать, чтобы, как раньше, стать единым целым народом? Единым целым народом, чтобы стать... Ух ты ж, хороший вопрос. На какой путь? Я даже, честно сказать, я не знаю.
Это очень сложный путь быть единым народом. Пока есть такие амбиции, пока есть дядя Сэм, у которого есть всегда Бенджамин Франклин в запасе и красная бумага с Хабаровск там, да, или что там, Владивосток, что там нарисовано на 5000-ной купюре. Я думаю, что это маловероятно. Потому что всегда будет проект. Проект по разделению. Проект по стравливанию между собой. Потому что вот сегодня то, что мы видим, многие пытаются меня упрекнуть, якобы я содействую тому, что мы делимся. Там, некоторые пишут, что вот ему платят. Некоторые пишут, что ему правительство там заплатило. Да нет, не платило мне никакое правительство. И, к сожалению, с правительством у меня какие отношения? Я бывший, раньше работал, я вам говорил, в системе. Но и то у меня направление было социальное, не сегодняшнее, как говорится. И сегодня мой проект — это самый, как говорится, невыгодный проект. То есть финансово его никто не обеспечивает, возможности у него ограничены. Этот проект — это просто народный проект. Народный почему? Потому что простым людям интересно, тот, кто думает о будущем, тот, кто хочет воспитать нормальное поколение и политтехнологов, политиков. Вот им интересна должна быть наша программа. Хотя я сам не занимаюсь политикой, но история включает в себе многие ошибки прошлого и думаю, что будущего. Здесь важна география, здесь важна культура, здесь важна традиция, история, все оно входит. Реальные границы, реальные люди, проблемы, начиная с Ауха, заканчивая с Понтийским ущельем, заканчивая Иорданией, Шамом и так далее и тому подобное. Все эти проблемы, они изучаются, они смотрят. Вообще проблема как таковая, она более широко рассматривается, потому что я же не стал обсуждать какие-то вопросы насчет Крокус-Сити, вот этих теорий заговора и все остальное. Смысл какой? По молодости я много над этим рассуждал, философствовал, многое это изучал. То есть проходил конкретные школы, то есть учился по этой тематике. Сегодня я вижу, уже становлюсь более циничным и больше реалистом. Потому что какую пользу я могу принести своим родным, дорогим, близким людям? Что я могу оставить своим потомкам? Деба, Деша, Даха, Санхоми, Нохчихан. 3 самых главных вопроса. Самое главное – живите, учитесь, размножайтесь. Никакая арабская культура, европейская культура и что-либо другое как таковой не спасет народ и нацию, якобы продвигая его. Знаете почему? Поясню вам сейчас одну ситуацию. Мы многие говорили, что в России есть вот русские и есть вот остальные. И когда некоторые стручаются мне, начинают говорить, что русские плохие, вот они агрессоры и так далее и тому подобное, я говорю, а вы знаете настоящих русских? Вы знаете настоящих русских, вы общались с ним, вы видели их психологию, вы видели их культуру. Простые русские люди, им вообще не до этого. Добрейшие люди, хорошие друзья, хорошие соседи. А когда ты начинаешь глубоко изучать и агрессию видишь, кто вел против тебя агрессию, кто начинал эту агрессию, ты находишь корни совсем в другом месте. Заказчик другой, но подставляет тебя подставляет этих людей. Вопрос не в людях, не в народах. Конкретно народы ни в чем не виноваты. Есть определенные люди, которые имеют свои цели, задачи, будь то финансовые задачи, будь то другие какие-то.
Достойный человек никогда не пойдет к соседу своему убивать, забирать его огород для того, чтобы потом, как ты его убьешь, заберешь его огород, он будет зарастет бурьяном и ничего там делать не будут. А через 100 лет придет какой-то китаец, просто-напросто поставит там теплицу, сделает все, что угодно, там ничего расти не будет. Посмотрите, в каком состоянии Дальний Восток, посмотрите, в каком состоянии тайга. Посмотрите, в каком состоянии народное достояние русских людей Байкал. Во что все это превратилось и что сделали там. И кто ответственен. То же самое и здесь, на Кавказе, валейкум ассалам. Когда мы начинаем говорить, что Рибо, передай антитеррору, то есть, извини, Альви, так его зовут, да, который проживает в Австрии, что ему нужно чуть-чуть свой тупой мозг приостановить от того, что он изменил, поменял. Не стоит, скажи, передал Башлам, сказал, Альви, женоподобно, тебе Башлам сказал, потише, не неси пургу, тебе анунаки не помогут, так и передай ему. Вот, просто это передай. Не дорос еще его нос до Корана. Не дорос. Передай женоподобному так, что я сказал, скажи. Понимаешь? Я передал, скажи это. Анунакам любым. Вот. Да мне наплевать, будь то хоть Тесла, будь то хоть, сам Илон Маск. Все прекрасно знают, когда был создан Коран, при ком он непосредственно собран при халифе Османе. Но это другая история. Это другая история. Это мусульманская история. Я сейчас говорю о своем народе. Отвлечь никак у вас не получится. У ислама есть защитник. Это Всевышний Аллах. Сильнее его и могущества его нет никого. И если Альви, и если Тесла, и все остальные, лучше пускай эти несколько утырков промолчат, оставят, пускай займутся чем-нибудь. Ну хотя бы, оставив религию, займутся языческой историей, которой они не знают. Может быть, они начнут молиться Богу Перуну. Кстати, он неплохой Бог был у славян. Пускай им поклоняются. Или свою историю изучают. Не хватая в Википедии атеистов, язычников, которые взяли и пытаются загрузить и вывести из общего баланса достойных представителей нашего народа. Не позвольте свои умы и прекрасные головы затуманить. От вас пытаются отрезать и сделать кусок, отрезать мусульман, чтобы вы стали деградантами. Мусульмане – это те люди, которые верят в единого Бога. Поэтому не будьте глупыми. Всегда находились или люди, которые крайне радикально использовали ислам, уничтожали наш народ. Теперь появляются люди, которые, прославляя язычество, опять хотят утопить в крови чеченский народ. Не будьте глупыми, не будьте наивными. Не будьте. Вас пытаются использовать, чтобы весь мир, 1,5-2 миллиарда мусульман, достойные ученые, умные люди нашей уммы, отказались от вас, потому что есть такие ублюдки, выхватывающие статейки, занимающиеся софистикой, не знающие ничего, ни о язычестве, не знающие ни о чем, выводят достойных и слабых иманом людей, выводят из ислама. Не позволяйте. Не позволяйте. И такие чудики, дебилы были везде. Я не помню, то ли в Перми, где там
под землю залез, вы помните, лет 10 тому назад был там один сектант, погубил огромное количество людей. Хоть он и не мусульманин. И такие дебилы есть среди любой нации. Но проблема в том, что они думают, что о них никто не знает. Но все всплывает. И все потихоньку узнают. Я же не в спецслужбах, но я знаю об этих вещах. Я знаю об этих людях. Потихоньку все приносят, все показывают. Понимаете? И мы никто не прячется, дабы мы изучаем историю. Поэтому вы приходите ко мне, что в 1924 году якобы кто-то перевел Коран, не перевел Коран. Возникает вопрос. Перевел его, не перевел его. Появился он на свет в 1924 году. Вы думаете, такое огромное количество нашего народа до 21 века не знало об этом? То есть арабы, письменность, что бы ни говорили, иракская библиотека, бухарская библиотека, самаркандская, назовите ее как другое. Вы думаете, все это не фиксировалось, или они этого не знают? Для чего ведется достоверная цепочка? Вы знаете, какие сильные исламские умы даже оспаривают каждый хадис. Слабый он, сильный. Это всего лишь хадис. Но его оспаривают. Макрухом его считать. Или же не макрухом, или сильным, слабым, средним считать этот хадис. И вы считаете, что все эти люди настолько глупы, пока не появились такие, как Руслан Бузуртанов, такие, как вот эти ублюдки, антитерроры, анунаки, появились и не опровергли весь исламский мир и всю умму, всю религию. Вы сами в это хоть верите, скажите мне. Неужели вы думаете, миллиарды людей настолько глупы, а вот антитеррор, Тесла и тому подобные утырки умны? Окей, чем вы занимаетесь, кроме софистики? Чем? Спор ради спора? Какие примеры вы приводите? Когда хорошо, задайте один вопрос. Название Дела используется с какого века? С какого века используется название Дела представителями моего Нохчи народа? Со времен Джахилии. Пускай назовет год. Пускай разместит их пантеон этих богов, который был. Пускай разместит. Он, Тесла, антитеррор, Пармат, все ублюдки, все утырки, кто бы ни был. Пускай разместит их. Пускай напишут, как они были. Эти идиоты утверждают, что пророк Нух, алейхиссалам, что он был евреем. А эти дебилы не понимают, что Ной не имел такой, не было ни арабов, не было ни евреев во времена пророка Ноя. Не было, потому что те пошли уже позже, со времен пророка Ибрахима. У него 2 сына от одного семитские племена пошли арабы и евреи. Как до появления вообще понятия арабов и евреев появился еврей-пророк Нух? Если евреи приписали Нуха к себе, это не обозначает, что он еврей. Но у нас есть люди, соседи, которые говорят, что они вообще божественные люди или появились от пророка Адама. Все. Вы понимаете, вот эти проблемы, вот эти вот разговоры выводят из общего нужного ракурса людей. Конечно, людям надоела политика. Если нету какого-то хайпа, я сжигаю машину, вот 15 миллионов возьми, я Майлстрой, я Тамаев, я Гунядин Гаджиев, я вот не возьму деньги, сожги машину, не сожгу машину, украду машину. И люди сидят, здравые мужики, здоровые, с миллионами, тратят свои бабки, деньги и мозги на такую тупость. И чем вы можете гордиться, что вы после себя оставите? Это дерьмо, извините за выражение, буквально через год забудется. Люди с вас будут смеяться. С этого исрафа будут смеяться, без разницы. Купи ты хоть 10 Бентли, 100 Мазерати, ничего от этого не изменится.
Никакой пользы вы не принесете. Не оставите своим потомкам, а вас никто не вспомнит. Если статейка где-то будет написано, его избили, ему дали в глаз, ему сделали это, вот этим хайпом вы хотите жить? Вы потеряли достоинство, вы потеряли честь, вы потеряли все, что можно, человеческие ценности. Вы не показываете людям, что нужно заводить семьи. Вы не показываете людям, что нужно работать достойно, помогать какому-то бедолаге, помочь дедушке, пенсионеру, ну хоть что-то социальное хотя бы. Да, вы это делаете, но поскольку это не дает хайпа, вы отказываетесь. Я за 1 миллион снял президентский отель, провел одну ночь, и это стоит просмотров 100 тысяч, 200 тысяч человек. Куда, во что это все катится? Я не знаю, этих свадебных генералов везде достаточно. Вы посмотрите, люди разрезают язык, делают губы, выпячивают, чтобы быть похожим на дьявола. Что? А где ценности, где семейные ценности? Что вы после себя оставите? Почему вы завтра, этот же Майстрой или этот же Тамаев, мне без разницы кто, будет сидеть, жаловаться, говорит, вы своих родителей выкидываете и так далее и тому подобное, отправляете в дом престарелых, потому что вы, пока вы молодые, энергичные, пока у вас есть возможности, не делаете ничего того, что могло бы принести хоть какие-то полезные вещи для своего народа. Это вообще, по сути своей, это новая культура. Сидят люди, обсуждают божественное там, писание, что-либо, а сами, выхватив статейки из Википедии, а сами не знают, кому они поклоняются и чему они поклоняются. И вообще, когда оно появилось, не знают. Ладно, хорошо, это плохое, арабское, хорошо, бедуинское, убрали. А чему ты поклоняешься? Хорошо, ты такой умный, миллионы, миллиарды людей глупые, а скажи мне чему хорошо. Вот у меня возникает человек, как у нормального, адекватного человека, возникает вопрос. Чему я должен тогда поклоняться? Какому Богу? Вы начали говорить о анунаках, так это подземные, второстепенные боги, какие-то дерьмовые боги ваши, шумерские. Шумеров 2000 богов было. И кому? Кто из этих 2000 богов лучше? Ну хорошо. Этот пантеон богов, опиши мне их. Чем один лучше от другого? Один занимается подземным миром, другой небесным миром. Возникает вопрос. А кто из них лучше? Что они делают? Сколько бы ты бессмертия, ты не можешь существовать. Нету бессмертия. Человек умрет. У вас такие есть эти философские вопросы. Задайте ему вопрос, мне один прислал. Задайте ему его вопрос. Я еще со времен университета эти вопросы слышал, блин. Может ли создать Бог камень, который не может поднять сам, а если он не поднимет, то он какой всемогущий? И этот же вопрос, что раньше появилась, курица или яйцо, которого нету ответа. Эти вопросы, ловушки, не все в этом мире поддерживается логикой. Хоть и да, и Аристотель, и Сократ, и они считали, что логика, все в этом мире логично, это неправда. Если вопросы касаются религии, это неправда. Даже будь то языческие божества. Поэтому это вопросы, которые не приводят ни к чему. Меня до сих пор, на сегодняшний день, меня никто не напрягает. Меня никакой араб не заставит одевать их одежду, не заставит ни мою женщину одеть эту, ни моих детей одеть это. Нет. Они не арабы, они нохчи. И у меня есть, я придерживаюсь веры исламской, единого Бога. И мне наплевать, бедуин он, шотландец он, монгол он, чихать я не хотел. Но я не лезу к ним и не говорю, ваши монгольские боги неправы, или ваши шотландские.
Пускай каждый у себя и дойдет до истины сам. Каким бы он ни был, его создал Всевышний. Мусульманин он, христианин он, буддист он, его иудей он, его создал Всевышний. За свою жизнь, если он исправится, будет делать добрые дела, альхамдулилlah, судить не мне. Я, конечно, могу сказать, но навязывать и выводить людей я не собираюсь. Поэтому, изучая историю, вот эти ошибки в истории, они были у нас, они были всегда. Я вам говорю, и Берже, и Дель Поццо, и они все вместе прекрасно знали, как нас победить. И жирную точку на этом поставил Борятинский. Я же не просто так вам рассказываю эту историю. Они знали, они смотрели, они увидели, что имам Шамиль пришел, его поддержали, и они стали единым целым, начали наносить поражения. Хотя в двух сражениях, которые нанесли поражение эти отряды чеченские, ни в одном из них не участвовал Шамиль. В походе Шуайб Мулла Центароевского на Кизляр, когда он захватил 4 или 6 или 4 пушки, отобрал своих родственников, Шамиль категорически запретил, Шуайб Мулла Центароевский пошел и сделал все это. Ахмад Автуринский наложил вето на указ имама Шамиля, который гласил о том, что нужно после смерти воинов отбирать его найбов, отбирать имущество и раздавать его, заново передавать. Ахмад Автуринский. И много таких вещей было. Если вы думаете, Ахмад Автуринский, Талхиг, Шуайб Батуковский, Пантоевский и так далее, что они все вот настолько лояльны ему были, просто они раболепствовали перед ним, вы очень сильно ошибаетесь. Вы не знаете своей истории. Вы не знаете своей истории. И в этом проблема. Тот, кто хочет выстроить государственность, тот, кто хочет вырастить здоровое, достойное, подрастающее поколение в будущем, тот, кто хочет соблюдать и сохранить традиции свои, он должен знать историю, он обязан знать свою историю как родного языка, как географии своей, как этнонимы свои, все, что касается его народа. Вы очень сильно ошибаетесь. Вот этот склеивающий клей, который называется наша история, Мархалла, он необходим. Ибо на чем может зыждиться наша история? О каких героях вы хотите говорить? Мы изучаем историю, чтобы не допустить ошибки прошлого. Моя проблема не столько внутренние враги, честно сказать, хотя это тоже большая проблема. Я считаю, что внутри, к сожалению, я проиграю. Внутри я проиграю. Нету таких людей, которые могли бы внутри помочь. У нас есть миллионники и блогеры, у нас есть и сильные меценаты, но нету у них этого задора. Понимаете? Это большая проблема. Вы знаете, дело в том, что многие могут посмеяться. Я очень много смотрю старые советские фильмы. Но я знаю, что многие скажут, совок, неинтересно. Когда смотрят другие голливудские фильмы, я вот, есть «Золотая коллекция», канал называется, да? Я вот как пример привожу. Я вам клянусь, я вот сажусь, смотрю эти фильмы,
я получаю такое эстетическое наслаждение. Доброта, жизнь, любовь, бизнес, перестройка, афоризмы просто великолепные, вот эти шутки, вот это вот не оскорбление столько людей, а вот показывают, что если ты не образован, что у тебя не будет будущего, что у тебя не будет культуры, что у тебя вот не будет ничего. Вы просто не представляете, сколько вот в этих фильмах на самом деле можно подчеркнуть человечности. А изменилось что? Сейчас смотришь, туда пришел, чего стоили одни «Грозовые ворота» или другие. Мы же знаем, мы во время войны, 2 чеченских войн смотрели эти фильмы. Пришли 1-2 ОМОНовец, 3-4 ГРУшника, перевернули всю Чечню, ушли. А война идет. Война идет 15-20 лет. А где эти 400 ГРУшников, которые могли все сделать, всех убить? Это не фильмы. Это стравливание. Тем более, зачем показывать фильм, если ты завтра пытаешься и говоришь, что ты наводишь конституционный порядок, и если ты опять хочешь ввести этот субъект в лоно российского государства. Ну ты же в фильмах стравливаешь эти народы. Ты же оставляешь на будущее, опять же оставляешь место. А возникает вопрос для нормального здравомыслящего человека. Почему тогда показывают эти фильмы? Почему позволяет это делать? Дело не в цензуре. Просто-напросто это какой-то казус. С одной стороны, ты говоришь, что ты наводишь конституционный порядок, чтобы опять субъект был в составе Российской Федерации, а с другой стороны, ты показываешь фильмы, где чуть ли не каждый второй боевик и каждая свинья тварь такая. В историческом плане это абсолютно... Ну почему сегодня русские, у которых деды воевали, шли до самого Берлина, уничтожали, сегодня никто немцев не считает врагами. Все больше того, все бегут и живут в Германии. Я вот не понимаю этого. Честно сказать. Я не говорю, что это правильно, я не говорю, что немцы виноваты или не. Нет. Опять же, все, что вам преподносят, вы должны рассматривать здравомысленно, смотреть на каждые вещи. И, конечно, сегодня это совок был, это люди не виноваты были в том, что сама система себя уже в дальнейшем испортила. Но сколько было образованных людей, великолепные медики были. Ну, блин, я не знаю, ведь было очень много хорошего. Сразу, когда говорят про СССР, это дефицит товаров в магазине, это. Но я не говорю про коррумпированную там систему коммунистического строя. Я говорю же про людей, про тех людей, которые жили, работали, поднимали целину, ездили, знакомились, рисовали. Ну, все это же было. Сколько хороших тоже ученых людей, сколько. Даже для моего народа, который вернулся с депортации. Что не забывайте, уважаемые мои, второй человек в СССР, фактически второй человек, был Руслан Хасбулатов. Возможно ли это даже вот в современной России? Ну вот сегодня, если ты скажешь, что давайте вместо там, я не знаю, кто там вице-премьер, Мишустин, а вместо Мишустина там будет какой-нибудь чеченец. Давление, ты что, паника, как же так? А в советское время мог быть и татар, и узбек, и киргиз, и казах, и грузин. И, конечно, чеченец был. Я про Хасбулатова Руслана Имрановича. Были возможности для продвижения. Да, я не говорю, что сегодня иначе как-то сложилась ситуация. Да, сегодня я многие вещи публикую, показываю. Одним из самых лучших командиров вертолетной, там, как это называется, эскадрилья или авиации, является чеченец ночи, из Степа, там,
Рикхо, если я не ошибаюсь. Да, Рикхо. Исконно чеченский тайп. Один из самых лучших пилотов в России на вертолете чеченец. Да, есть каких-то военных, конечно, военных у нас, военной специализации чеченцев, генералов и много всего. Мы сейчас не об этом говорим, мы говорим о другой ситуации, мы говорим все-таки кроме войны же жить-то тоже нужно когда-то. Нужно просвещаться, нужно обогащаться. Но не можем мы всю жизнь... Саварим им, он дальневосточный военный округ, он там, в Владивосток, в этой стороне. Я о нем публиковал, статью делал. Кажется, даже фотография была. Вот. Очень много таких моментов. Но нам нужно жить, дальше развивать и развиваться. И, конечно же, сегодня мы не просто так там сели, жестко обсудили историю, интересно, неинтересно, ушли. Нет, мы должны обязательно проводить аналогию с современной жизнью. И, друзья мои, я прошу вас, не теряйтесь, мне нужно перезагрузить, у меня заканчивается трафик, дайте мне буквально 1 минуту, я перезагружусь, и вы зайдете, и я отвечу на ваши вопросы, мы продолжим с вами дискуссию. Не теряйтесь, минутку дайте мне, я перезагружу. Да, странно, что многие люди до сих пор видят весь наш мир через призму. Можно спросить о том, кто такие чеченцы. Можно спросить. Спрашивай. Мы ни от какого народа не пошли. Мы есть народ Нохчи. Народ потомки, прямые потомки Ноя. Вот кто мы. А чеченцы название, к сожалению, нам приписали завоеватели.
Как и название ингуши придумали завоеватели, так и название чеченцы тоже придумали завоеватели. Или же наши соседи, иначе говоря, северные соседи. Вот так вот. От какого народа мы пошли? Но этот вопрос, конечно, здесь риторический. Какой народ с нами совместно? Какие общества? Ученые говорят по-разному. Говорят аланы, кемерийцы, другие говорят урартийцы, хуриты, от урарту до хуритов, оттуда. Поэтому как сложились, откуда сложились, ну вообще фактически как таковой корнями самыми более и косвенными, и подтвержденными, я думаю, что это все-таки те корни, которые как народ Ноя, Нахчи. Вот. Надеюсь, ответил. Остальное, если ты хочешь более подробно, зайди на мой канал, Инстаграм, то есть вот здесь, где сейчас идет эфир. Потихоньку спускайся вниз. Я понимаю, что 12 тысяч постов, но среди 12 тысяч постов, как минимум 1000 или 2000 постов, все будут касаться только этой тематики. Чеченцы, нахчи, названия, появления от разных ученых. Вот. В основе своей более ты поймешь, почему в основном все ссылаются на то название, которое называется чеченцы. Вот такая вот ситуация. Поэтому дальше вопросы. Вот. Что-то я хотел сказать, я таки выскочил. Давайте пока, чтобы мы могли... Когда впервые в исторических документах упоминается самоназвание чеченцев и ингушей? Самоназвание 7 век, Нахчиматьяны, 14 век Нахче, Галга-Глигу 18. Глигу, точнее, 18, кажется, в 18 веке. В 18-19 веке. Ингуши вообще появляются в 1810, кажется. Нет, 1770. Они не ингуши назывались вначале, они юнгуши назывались. Там они юнгуши написаны. Ю через ю. Почему, не знаю. Хотя отселение ангушт, ангуштовцы они назывались. Вот эти 3 названия за ним. Ангуштовцы, юнгушевцы и ингуши. Уже более последняя версия. Вот. Чеченцы, названия русские, вообще упоминания мы нашли самое позднее, 1670, то ли 4, то ли 75 год. То есть это в 17 веке первое упоминание, как чеченцы, город Чечень. Указывает вот эту информацию мы нашли. В 17 веке упоминается. А так в основе своей, как в массовом использовании, конечно же, это уже во времена и Петра, завоевания Петра Великого Персии, Дагестана, вот в этот период. Конечно, найдешь. Конечно, найдешь. Да. Ищи, читай. Очень много косвенных, хороших доказательств. Так что читай. Мара прочитай. Бакаева прочитай. Я думаю, что там много интересного найдешь. Косвенных доказательств. Прямых доказательств мы не увидим до тех пор, пока кто-нибудь не сделает эксгумацию пророка, эксгумирует тело пророка Нуха и не возьмет ДНК-тест. Башлам, а почему чеченцы, если от чечен аула, то сам аул не знаешь, почему такое название имел?
Ну, это одна из версий русских, что от чечен аула. Одна из версий. Я думаю, что это недостоверная информация. Я думаю, что это от названия, потому что так называли Шашан, Чачан называли, Шашаны называли соседи наши, черкесы. Вот из-за этого. Вот. И давайте я вам зачитаю информацию, которую я вам сегодня вначале еще говорил, о том, что нас больше связывает на самом деле с адыгами. Я думаю, что это как бы многие читали, как раз это очень горячо и очень важно. Древняя Анапа, Нахчи-Дзурдзуки. Смотрите. Повествую о расселении легендарных первопредков коренных кавказских народов по уделам Кавказа, древний грузинский автор Леонтий Мравелли отвечает: к северу, земли же к северу от Кавказа не только не были уделом Таргамоса, но не было и жителей к северу от Кавказа, были безлюдными пространства, те от Кавказа до Великой реки, что впадает в море Дарунбандское. Потому-то и избрал Таргамос из множества героев двух, Ликана и Кавказа. Дал Ликану земли от моря Дарубандского до реки Ламека, к северу до Великой реки Хазарети, Кавказу от реки Ламеки до рубежей Кавказа на западе. Из соответствующих комментариев ученого-историка Г.В. Цулуя мы узнаем, что Лекан, в скобках Лек, это родоначальник дагестанцев. Ну, мы об этом все знаем. Родоначальник дагестанцев в целом, то есть коренных дагестанцев, не пришлых. Кавказ – родоначальник нахчийских народов. Море Дарубандское, Дербенское, Каспийское море. Река Ламека – Терек, а великая река Хазаретти – Волга. Таким образом, древний грузинский автор отмечает, что дагестанцы заняли территории от Каспийского моря на востоке до Терека на западе и от Кавказского хребта на юге до Волги на севере. Что касается нахчийцев, кавказианцев, то территория их древнейшего расселения с юга ограничивалась Кавказским хребтом, с севера равнинной Предкавказья, с востока Тереком, а с запада побережьем Черного моря. Эту локацию подтверждает также и грузинский историк и географ 18 века Вахушти Багратиони. Он пишет, что Кавказос овладел страною от границы Ликана вплоть до Понтского, то есть Черного моря, вместе с северною от горы Кавказа равниною, и через это стали называться гора Кавказом. Примечательно, что по мнению Вахушти Багратиони вся горная страна между Каспийскими и Черными морями получила свое название по имени родоначальников нахчийцев Кавказоса. Вахушти Багратиони вслед за Леонтием Мравелли, кстати, об этом мы говорили, что идеи и многие главенствующие идеи у Леонтия Мравелли, как раз Вахушти Багратион взял у Леонтия Мравелли. За этим это многие ученые заметили и отмечают. Отмечает, что после нашествия, то есть Багратион вслед за Леонтием Мравелли отмечает, что после нашествия хазар на Кавказ уцелел лишь Дзурдзукас, сын Тинана, превосходнейший из потомков Кавказуса. Но что касается других потомков Кавказуса, живущих к западу от истоков Арагви, то они, как пишет грузинский историк, были уничтожены хазарами, то есть в период хазарского каганата.
Итак, если судить по древним и средневековым грузинским источникам, до нашествия хазар кавказяне дзурдзуки занимали горную и равнинную части Северного Кавказа от Терека на востоке до Черного моря на западе. В этой связи чрезвычайный интерес представляет собой свидетельство, оставленное немецким востоковедом и путешественником Юлиусом Клапротом о древнем бытовании на Черноморском побережье названия Дзурдзук. Приведем цитату Клапрота, Юлиуса Клапрота. Суджук-Кала – еще одна турецкая крепость, расположенная в 25 верстах южнее Анапы, в бухте которой впадает речка Цемис. Дословный перевод ее названия означает «колбасный дворец», но среди черкесов она куда более достойно именуется Дзуга-Цуккала, что означает «замок маленьких мышей», так как при ее возведении поблизости оказалось огромное число полевых мышей. После взятия Анапы турки и некрасовские казаки, жившие здесь вместе с ними, покинули эту территорию и переселились в Анатолию. Анапа сейчас находится в руках русских и населена лишь самым малым числом убухов, то есть убыхов. В городе только один каменный колодец со свежей водой. Это маленькая крепость, очень древняя, встречается на итальянских картах Черного моря под названием Цурцухи, Дзурусуки. Просто де Сусако и Порто Суако, стены ее выложены из кирпича. Это на итальянском языке непосредственно. Трудно отделиться от уверенности, что Дзурцухи – это слегка искаженная итальянская транскрипция названия Дзурдзуки, которые на старинных картах обозначали крепость Анапу. И если кавказяне Дзурдзуки в древности проживали на Черноморском побережье, то вполне естественным выглядят топонимические следы и пребывание в этом регионе. Интересно также название Анапы. Справочное издание дает нам такие этимологии этого названия, древнегреческого. Анапа переводится «высокий мыс». На адыгском Анепе означает «край округлого стола». С абхазского Анапы переводится «рука». С татарского Анапай переводится как «материнская доля». Все перечисленные этимологии ценны тем, что, во-первых, демонстрируют древность этого названия, фиксируя еще в первой половине III века до нашей эры. Во-вторых, позволяет нам определить это название как состоящее из двух частей – Анапа. Исходя из этого, можно предложить чеченскую этимологию названия Анапы. Ана – это чеченское небо, горизонт, и пха – поселение. Учитывая, что замок Сунджук-Кала, Анапа, располагается на высокой скале, это название соответствует ландшафтной особенности его местонахождения. Оба эти термина «ана» и «пха» чрезвычайно древние. Так, слово «ана» в значении «небо», «божественное небо» мы обнаруживаем еще в шумерском языке, а термин «пха» в значении поселения было очень широко распространен в древности в местах расселения хурита-урартов, родственных Нахчиям. Например, столица Урарту носила название Тушпа, укрепленное поселение. Известны такие древнейшие хуритские города, как Арарпха, равнинные поселения, Халпха, верхнее поселение, современный Алеппо, Цалпа, соленое поселение, то есть место, где добывают соль. Этот город со смещенным хетско-хуритским населением располагался на Черноморском побережье Анатолии, Тунипха и так далее.
Теперь, откуда вот этот материал взят? Леонтий Мравели «Жизнь картлийских царей». Перевод с древнегрузинского, предисловие и комментарии. Второе. Г.В. Цулуя. Москва. Издательство «Наука», 1979 год. Второе. Вахушти Багратиони. География Грузии. Введение, перевод, применение М.Г. Джанашвили. Тифлис. Типография Козловского, 1904 год. Страница 245. Третье. Юлиус Клопрот. Описание поездка по Кавказу, Грузии, 1807-1808 годах. Нальчик. Издательство Эльфа, 2008 год. 221 страница. А.Т. Исмаилов. Чечено-русский словарь Дош Элиста. Издательство Джангар, 797 страница. То есть, исходя из этого, мы видим то, что очень много интересного, неизученного, и даже по месту расселения, и по названию Дзурдзукас мы находим очень много нового и интересного. Просто стоит уделить больше внимания некоторым ненужным вещам, хотя я понимаю, что это все важно, и финансово, и остальное, хотя, честно сказать, не знаю. Смотреть на чужое богатство и делать им хайп, или делать их за счет того, что они несут какую-то ерунду, делать их богаче. Хотя дело каждое, конечно, у вас. У меня тормозит, или у меня только, у всех тормозит, или только у меня, говорит Заурбено. Не знаю, это у нас уже 3-й час идет эфир. Вроде бы у меня показывают полную антенну. И вот так вот. Я вам зачитал материал. У всех тормозит или у меня только так. Если есть вопросы, задавайте вопросы. Я обязательно вам отвечу, расскажу. Вот. Чтобы мы не теряли драгоценное время, как говорится, и возможности. Как вы знаете, мы очень вот так вот. Что бы вам хотелось спросить, задавайте вопросы. Ибрахим, если что-нибудь в Ютубе, есть вопросы, есть что-то, возражения, что нарнийцы, все, кто пишет ложь про мой народ, все, кто оскорбляет мой народ, запомните, придет день на вас или ваших потомков, мы отомстим каждому. Ни один не уйдет от ответа, пишет Бозел. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Слушайте, мне вот вчера прислали, да, пока еще не забыл, мне вчера вот прислали сообщение в директ, несколько скриней прислали. Якобы кто-то говорит, что он мне не ответил, он меня заблокировал. Для всех нарнийцев, которые все равно создали еще 2-й и 3-й левые ники, довожу до вас и хочу вам пояснить и сказать. Неуважаемые лжецы-сказочники, довожу до вас, что я никогда не блокирую никого, если этот человек не матерится, не оскорбляет. А если и блокирует, то я предупреждаю, заранее говорю, прекратите разводить фитну, а иначе я заблокирую. Вот, я что хотел сказать. Когда занимаются статьей по разжиганию межнациональной розни, я не хочу, чтобы за меня или за мой эфир, чтобы кто-то пострадал. И у меня никогда не было. Я всегда, кто бы ни заходил в эфир, я всегда предупреждал и всегда говорил об одном. Уважаемые друзья, подписчики, все, кто хочет проводить дискуссии, дебаты, вы должны знать и понимать, что я не несу ответственности, я не хочу вам плохого. Не несите фитну, не занимайтесь оскорблениями, не занимайтесь разжигательством межнациональной розни. Тогда все будет хорошо.
Если у вас есть вопросы по истории, задавайте. Не пытайтесь задеть мой народ, не пытайтесь оскорбить мой народ, потому что я буду действовать симметрично. То есть я начну выкладывать все ваше грязное белье, ваша подлость и ваше предательство. И без разницы, какой это субъект России или Кавказа или любой национальности. У любой национальности, у любого народа есть грязное белье. И если не хотите, чтобы показывали прилюдно, общественно ваши ошибки, косяки, недостойное поведение, тогда не нужно и пытаться задеть. Это, конечно же, не говорит о том, что задавать не нужно какие-то острые вопросы. Да, нужно, но в контексте истории. Понимая, как ты задаешь этот вопрос, как ты преподносишь это, вежливо ты делаешь это, оскорбляешь ли ты это, пафосно, да я же знаю, такие вот эти пустые. Я, конечно, промолчу, посмотрю, но я же опущу все равно вас. Поэтому, чтобы этого не было, чтобы я не действовал симметрично, любой человек, русский, цыган, якут, удмурт, азербайджанец, любой, кто понимает, о чем я говорю на русском языке, может зайти, отправить запрос или написать вопрос, и я на него отвечу. Как бы сложно, если это есть касаемо не новейшей истории. По новейшей истории я не хочу не подгонять ни себя под статью, тем более вас. Кто бы это. То есть современную новейшую историю, я ее прекрасно знаю, но говорить о ней не хочу. Потому что здесь это как у каждого свое мнение, вещь, которая делит мой народ, или пытается разделить мой народ. Вот эти вопросы, я их не допускаю у себя в эфире. Мой канал должен объединять, просвещать, доводить, показывать, где была подлость, где был обман, где мы потеряли. Моя стихия – это внешние враги, не внутренние. Да, я, конечно, указываю, показываю наши недоработки, наши проблемные участки. Это должно быть, мы должны становиться сильнее. Но, к сожалению, чтобы их показывать и выявлять, и указывать, должна быть более сильная аудитория. Имеется в виду, нет, вы не подумайте, что вы не сильны. Нет, вы, конечно, сильны. Вы все мои братья, вы достойны. И Асламбек поддержал наш канал. Аж целых 2 человека сегодня задонатили. За что им большое Хасан и Асламбек, если я не ошибаюсь. За то, что поддержали наш канал. За 3 часа 2 донейшена. Так что вот неплохо. Лучше, чем вчера. Вчера был только 1. От того, что они уже наговорили, разве мало? Тысячами плодят ложь, грязь льется рекой, угрожает убить всех нас и разделить наш... Нет, ну это, я не говорю, что это не надо отвечать. На это как раз таки мы и отвечаем, Заур. На это мы отвечаем и будем, конечно же, я же сказал, что ответ будет симметричным. Цушит публикациях фухиетхон. Цушит публикациях фухиетхон. Абдуллах 848, 12 публикаций фухиетхон. В каких публикациях ты говоришь? Я не могу понять, Абдуллах. Поясни, о каких публикациях ты говоришь. А того, что они уже говорили, разве мало? Тысячами плодят ложь, грязь льется рекой, угрожает убить всех нас и разделить нашу землю с дагестанцами. Понимаю, что это чушь собачья, но они уже перегибают. Ну, факт остается фактом. Но когда ты начинаешь говорить со здравыми людьми, они начинают меня упрекать и говорить о том, что нет, братан, это неправда, на самом деле чистые, достойные такое говорить не могут. И это вообще невозможно. Это левые какие-то ники, это кто-то придумал. Это все, такое невозможно вообще. А ты знаешь их в лицо. Конечно, за это промежуток, когда ты начинаешь этих людей искать,
Эта мразь, конечно же, убирает аккаунт, знает, что он занимается разжиганием межнациональной розни, что по этим словам его можно привлечь по статье и так далее и тому подобное. Эта мразь сразу меняет аккаунт, меняет, блокирует и вот так пропадает. И, конечно, как ты докажешь, кто может сказать это? Никто. Но если целенаправленно ведет, есть некоторые люди, которые целенаправленно ведут работу по оскорблению твоего народа, этих людей вычислить, конечно, вычисляли, позорили, показывали. И честно вам сказать, это были такие, знаешь, реально позорники, которые стрёмно было даже что-то говорить. То есть они как дахесы, рахиты, не в обиду, не в оскорбление этих людей, но они тебе вообще не оппоненты. Ты как-то солдат ребенка не обидит, как говорится. Поэтому вот такая тема вот всегда. Без разницы, конечно же, непозволительно и нашему народу это. Но я вам еще раз говорю и повторяюсь, что некоторые, когда задаются вопросом, 5 лет прошло, 6 лет, 7 лет прошло, остановилось ли это, не остановилось. Но если остановилось, я же говорю, вот сегодня мы провели рубрику, да, там, о каких-то проблемах, мы говорили о внешних, внутренних проблемах, о каких-то там героях или антигероях. Мы будем говорить всегда о своем чем-то, но не будем отвлекаться на эти моменты, которые там всякие нарнийцы пишут. Еще раз повторюсь, нарнийцы это не нация. Нарнийцы это люди, которые рассказывают сказки, выдумки, неподтвержденную ложь, занимаются клеветой, оскорблением. Вот это и есть нарнийцы. Это не относится к национальностям, дагестанцам, или ингушам, или к осетинам, или грузинам. Нет. Национальности мы не затрагиваем. Мы затрагиваем именно людей, которые занимаются фальсификацией, ложью, обманом, оскорблением и выдумками. То есть вырывание из контекста слов и так далее и тому подобное. Термин введен с 18 года. Почему именно нарнийцы? Да дело в том, что есть такая сказка, хроники Нарнии, сказки Нарнии. Так вот там, в этой сказке, в принципе, очень хорошая сказка для тех, кто не смотрел. Так, дело в том, что было некое государство, когда открывал шкаф, или что там. И в этом шкафу были львы, которые разговаривали, там солдаты какие-то летающие, сильные. Фэнтези, как говорится, сказки. Он уходил из реальности и попадал в сказочный мир, где разговаривают животные, где воюют там рыцари и так далее и тому подобное. Исходя из этого, людей, которые живут в этой Нарнии, то есть в этой сказке, мы начали называть нарнийцами, потому что другого названия они не заслуживают. Они сказочники, лжецы, подлецы и так далее. Я понимаю, провокаторы, но даже меня уже довели до того, что ингуши и дагестанцы для меня стали абсолютно чужими. Понимаю, неправильно, но уже достало все это. Честно сказать, так не бывает. Кто-то должен остановиться. За последние 30 лет они привыкли, что мы молчим, мы все время, нам не до этого. Мы заняты то войной, то восстановлением, то размножением. И это им, конечно же, как говорится, не по нраву. Понимаешь, ли, сейчас вдруг обратили внимание, начали отвечать, не дают землю своровать, приписать лесочек, поляну, там, кусочек озера, там, определенное количество горной местности. Они не позволяют передвигать пост чуть ли не до Горогорского. Понимаешь, все эти времена закончились. Появились хозяева своей родины, начали семимильными шагами восстанавливать, начали возрождать горную Чечню, а там оказалось огромное количество за сотни башенных комплексов, начали возрождать это. Мало того, начали своим братьям из-за уха помогать, и литературой, и языком, и если кто-то пытается каким-либо образом наехать или оскорбить, что мы это не позволим, и так далее, и тому подобное. И будь то Панкиси, будь то Ауха или где угодно, начали говорить о единстве, о братстве. Это многим людям не нравится. А зачем?
А почему? Почему должны чеченцы объединиться? Почему они должны что-то строить хорошее? Почему у них нет войны? Почему у них нет наркомании, проституции, алкоголизма? Почему мы не можем, понимаешь, за счет их крови, войны мы не можем разбогатеть? Мы не можем построить двухэтажные дома, ездить на шикарных джипах, получать звания. Это невозможно, понимаешь? Теперь этого нельзя делать. Эта кормушка закрыта. А люди привыкли, хотели, все время обвиняя чеченцев, пока они убивали друг друга, взрывали друг друга. За счет этого, показывая федеральному центру в Москве, говорят, смотрите, какие они плохие, а мы хорошие, мы здесь всегда с вами, мы никогда вас не подвели, мы никогда вас не предавали. Давайте нам бабосики, а мы вот будем, понимаете, наказывать их. Вот надо их остановить. Это на самом деле такие плохие люди. И уже были такие же. Мы же знаем, что были такие люди. Были. А Москва что? Пока Москва узнает, пока поймет. Потом, в конце концов, они поняли, что за счет Москвы, федерального центра, и за счет крови на нашей родине, на нашей истории, люди обогащались. И вентили закрыли, сказали, стоп. Они хозяева сами у себя, вы хозяева сами у себя. И тут проснулось такое национальное самосознание, понимание. Я не говорю о всех, я, по крайней мере, говорю о тех людях, которые заинтересованы в том, что любят свою родину, возрождают ее, строят ее, делают все, чтобы она была великой, могущественной, цветущей и прекрасной. Если ты из этого слоя, из этого, как говорится, из этой части нашего нохчи народа, который соблюдает традиции, адаты, ислам, не выдает своих женщин, сестер, девушек замуж за бедуинов, за узбеков, киргизов, таджиков или кого-либо другого. Если ты из этого числа, если ты хочешь, чтобы твой народ не пил, не курил, не оскорблял, чтобы ты почитал своих предков, старших, адаты, уступал дорогу, не матерился, не курил при старших и так далее и тому подобное, значит, ты должен быть с нами, потому что мы одни из тех, кого мы перечисляем. И вот этот пресловутый космополитизм, где я поселюсь, везде моя родина, мне ничего не надо, 2 метра земли мне везде достанутся, не достанутся. На крайняк тебя в крематории сожгут к чертовой матери, и ты останешься пеплом где-то, развеет, а может какой-нибудь кувшин в огороде кому-нибудь высыпят, где на тебя будут гадить кошки и собаки. Французский, немецкий, английский, без разницы, кто бы что бы ни был. Потому что земля ресурс очень богат, очень ценный на сегодняшний день. Его все меньше и меньше. Людей на планете больше, а земли меньше. Поэтому сейчас люди начали экономить. Так что 2 метра земли не всегда и не везде достается. Я к этому говорю. Поэтому, если вы пытаетесь кому-то отдать что-то, я, пожалуйста, хочу сказать, для начала скажите, что у меня нет национальности, что я гражданин мира. Для этого. Но не говорите, что я нохчи, и я отдаю свою землю. Ты не нохчи, и ты не имеешь права отдавать землю. Или 50 человек в эфире, которым в Инстаграм, и человек 100-150 в Ютубе, это человек 50-70 в Телеграме, это человек там, это все, когда у нас идет трансляция, все вместе, общее количество выходит 300-500 человек. 500 человек, которые проснулись. В этом проблема у Шурма. Не 5000, не 500 тысяч. Среди 2 миллионов населения это 200-300 человек. Вот в чем проблема.
Даже если у меня подписчики там, я мархабут, и из-за финансовых проблем я перестал выходить на связь. Я не мог просто, ни технически не мог, ни финансово не мог, реально не мог выйти. Посмотрите, 100-200 человек отписалось, я заполняю, потом теряю, я заполняю, а потом теряю. Вот что происходит. Я же не заблокировал свой канал, не закрыл его, не архивировал. Зачем? Зачем отписывать? Может, нарнийцы, может, скажут. Может быть. Но вопрос не в этом. Вопрос в другом. Что мы можем сделать, чтобы нас было не 500, а 5 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч. Если 100 тысяч у Шурма проснутся, ой, поверь мне, тогда будет положение намного лучше. Если будут больше люди думать о национальном интересе, будь то в области науки, юриспруденции, я не знаю, да что угодно. Где национальные проекты? Где национальная архитектура? Почему национальную архитектуру можно возводить только в горной части, в исторической области? А что, на плоскостной территории мы не можем использовать тот же природный камень, который в горах используется? Разве деньги не остались бы нам? Используя и арматуру, и бетон свой же, делать покрытие этих домов из нашего натурального камня, систему каминов, которые у нас есть в башенных комплексах, которые использовали в 5-этажных башенных комплексах. Почему не использовать сегодня? Обязательно нужно отказываться от своего славного прошлого. В горной части у нас есть такая разновидность полезных лечебных трав. У нас есть великолепные альпийские луга, Чеберлоя, Шароя. Там такие травы, которые Майстой в свое время в 15-х, 16-х, 14 века, используя эту траву, лечили любую болезнь на тот период, которая была. А где сейчас? Кто у нас собирает целебные травы? У нас есть бабушка из Волгограда привозит полынь и продает на центральном рынке. И наши ногчи идут, вот у этой бабушки есть там шалфей, там есть это. А это все у нас настолько много. Чебрец покупают у азербайджанцев. Зачем покупать чебрец? Наша родина самая богатая на этот чебрец. Терский хребет, вот сейчас до цветения столько чебреца просто, мама не горюй. Люди идут, сажают облепиху там отдельно в Ирак. У нас по реке Аргун, Собярки, Ларуцер, это Уарганчуа, дичкая растет эта облепиха. Самая полезная, антисептик называемый. Давление понижающее. Если заболел холодом, там легкие очищает и так далее. Там, дичкой растет. Я вообще как пример, где это? Почему от этого отказываются? Почему сегодня позорно? Сегодня мы тратим огромные десятки тысяч на разные антиаллергенные, вот это есть болезнь, экзема называется. А вы знаете, что нормальные ученые и новчи, которые занимались еще с советских времен, на этой аргунском песке, на этой речке Аргун лечили, легкие лечили, экзему лечили, болячки эти высыхали просто-напросто. Это на речке Аргун, с этим черным песком. Многие забыли, что аргунский песок, который вот несет река Аргун, если его приготовить и заниматься декоративными работами, он становится черным становится. Даже красить его не нужно. Не как обычный цементный раствор, который становится светлым, а вот этот аргунский песок, если его использовать, он черным становится. И этот песок очень полезен для кожи. Кожные заболевания, экземы и все остальное лечит. Где это все? Я про то, что когда вы отказываетесь, комплекс, я вот сейчас знаю, сейчас много у меня друзей,
Их дети 7, 8 лет, 5 лет, 4 года, 3 года. Аллергия на то, аллергия на это, аллергия это. Ну, Господи, Боже мой, я Аллах, откуда вот это все? Откуда вот? Мать здоровая, отец здоровый, откуда? Экология, да нет, ни при чем тут экология. Это ерунда, просто-напросто, не уделяют огромное внимание. Дайте этим детям играть, дайте им с грязью повозиться, пускай они по лужам побегают, дайте им что-нибудь. А не вот так сидеть в телефонах и покупать им игрушки эти, баги-маги, как они называются, уродливые игрушки, которые дети ночью вскакивают, потом в страхе джин, чудолцан, потом они по мулам ходят, везде ходят. Вы же сами становитесь одним из авторов того, что ваши дети являются такими. Все аллергены, все болезни, которые могут быть и не быть. Отказываются от всего то, что было раньше. Болезни уйма. Поэтому я говорю, нужно, конечно, знать историю. Мы же не просто рассказываем про эти башни. Сколько землетрясений, сколько 500 лет башни стоит. 500, 600. Есть у нас башня, которая с 13 века. С 13 века эта башня стоит. Сейчас 21. 800 лет эта башня стоит без единого цемента. 800 лет, вы представляете? Сейчас под разными природными явлениями, да и боевыми действиями она чуть-чуть склонилась в одну сторону. Трещина пошла. 800 лет стоит башня. Вы мне покажите хоть один дом на равнине или в предгорье, который простоял хотя бы 200 лет. Нету таких домов. Нету. А технологии есть. А природный камень есть. А все у нас находится там в горах. А мы заказываем у сюлей. Мастера, которые просто становятся уже миллионерами, одни сюли. Камень они обрабатывают. Кладку их зовут. Зачем? Невыгодно. Один камень положить 5 рублей, а один кирпич положить 40 рублей. Невыгодно. А теряют навыки. А оружейники наши? Где они? Что с ними стало? Кинжали, сабли. Вот у нас и осталось. Турмеймал остался. Это все мы называем. Те, которые еще более или менее в 19-20 веке делали. Все Кавказ, все оружие, которое в основе своей приписывают Кавказской войне, все поделывается в Дагестане. Они говорят, что оно 17, 15, 16, 19 веке продают за миллионы. 95-98% из них подделки. И все они делаются в Дагестане. Зная, что мы любим историю, они, называя какого-то национального героя, привозят с Дагестана и пихают нашим чеченским меценатам и богатеям. Те дураки поведутся под разными соусами, делают печати, делают проверки, якобы вот это подтвердил Питерский университет, подтвердил Московский университет, подтвердил, да, это сабля Байсангура, это пистолет Байсангура, этот маузер Бейбулата Таймиева, я вообще говорю, как приход, и пихают за огромные деньги частным коллекционерам, а те повесили, думают, это делается здесь. Взяв один рессор, используя разные хитрые способы. Все это есть. И вам это подтвердит любой специалист по оружию, по истории Чеченской Республики. Вы можете проверить. Это факт. Факт то, что принесли за $2 миллиона пистолет, якобы итальянского производства, 2 миллиона $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200
который был у Байсангура Биноевского. За $2 миллиона. Чтобы пихнуть у нас. Это же факт. Другой вопрос, купили, не купили. Об этом мы промолчим. На имени Байсангура Биноевского делают бабки, разводят нас, Сюли. Как вам такое? Историки их ненавидят его, общественники его презирают и хотят оскорбить. Когда они не могут всего этого сделать, они говорят, что он на самом деле был Сюли, все делают, чтобы у нас забрать его, чтобы его оскорбить, винить, но на нем делают бабки. Вот такая вот интересная история. А когда ты не знаешь этого, а люди, которые сидят и которые говорят, якобы Байсангур Биноевский, старый волк, который, знал все и вся, пока он спал, его жена залила его оружие в воду, и в его саблю залила воду, и она за ночь просырела, и он не мог не отстреливаться, не мог вытащить шашку, и он попал в плен. И есть люди, которые это рассказывают, эту ерунду. И клевещут на Байсангура Биноевский. Человек, который столько воевал. Вы думаете, он свое оружие бросал и отдавал жене, говорил, залей туда воду, или он не узнал бы, или не смог бы среагировать, если его даже намочили. А для чего это делается? А для того, чтобы знают все, кто была жена Байсангура Биноевского, какого типа, чтобы стравить Бенай и тип его жены. Они будут друг друга убивать, оскорблять, а от этого кайфует кто? Недруг. А вы скажите, кто убил Талхига, а вы скажите, кто убил Ахмада Автуринского, а Бейбулата Тайми, Бейбулат Таймиева, ладно, это кумыки, они говорят, что там был один кумык, Хонгильдон, который отрубил ему голову. Конечно, это тоже чушь собачья. Вот такие вот вещи. Если не знаешь историю, ты, конечно, лошок. Ты сидишь, бухаешь, веселишься, а тебе рассказывают, что ты чурка, что у тебя нету героев, что ты террорист, вор, убийца, ничего не умеешь, как отбирать, воровать у братьев, у соседей. И ты волей-неволей тогда думаешь, раз все обо мне так думают, да пошли вы все. И начинаешь это реально делать. А твой народ не был таковым. Ты просто не знаешь, ты безграмотный баран. Твои предки не были такими. Они были достойными. И управляла вся эта территория военной демократией. Все были равны. Не было ни князей, ни ханов, ни тому подобное. А тот, кто хочет нам навязать вот этот княжеский удел, это люди, которые сегодня, у которых появились бабки, и пытаются вот эту ерунду навязать всем. Это мечта, которая идет еще со времен Дель Поццо. Никогда не славился среди нашего народа человек, у которого было больше бабок. И он никогда не был князем. Есть момент нашей истории, когда вот эту тему пробивали. Это было во времена Тамерлана. Я этот момент, конечно, избегаю, зная название этих тайпов, зная название этих людей. Тайпы, какие-то князья и так далее и тому подобное. Это делается целенаправленно. Если вы даже намочили. А для чего это? Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Ашла, мудия, что мокшлуй. Да, что, алхамдулилlah. Азбек, помощник. Азбек. Он сядет в ما تشيل خوه لا يزن عجمي ورتي شو عكس بيحكي ليك ما يرعى تصون سياتسو Буду мокшлуй, масана. да Салам алейкум. Я и тебя ючу, темя леча, абсолютная правда.
цех случаю царёс. Суна, короче, именно Дагестанера, там мидал, дети мидал. Вот дети мидал, ванда орнамент, тут он يقعش صحيا شايب سنهم وشايب يا عربو مقطع يدين دوبا صحوني عدنك دوب سوي داو مش تسوي لدن تاني من يا وقود ده ليت تبور بارش عاطلهم دو إيش تميد ده آخر تون خيلور ميدالولي هر شيء صحوني عدنك يو رستوفيرا إكسبرتيزي يخلو يا بورتو هنا تعرف رستوفير ده كان يختدون يحبيشات دون تنغلور ولا يسون حياة за $10,000. Алло. Więc примерно, это скучно, говорит, примерно ищет медалю есть. И медала теур, та хумая, са махаба, та умая, кюльш, та такая. Герасим Хасан عاوز ده إمام شامل ويلا جري لوشخلا شو. Юга, дела, экстрей. Тошвард ду, док, كيبخلر صونا كيتينا تشورت دو هذا ثاني قاعد على العوشة ومسارات هي سكشل لهم كنت نموي تعوي كوبيميو أنا يقول اللي شو اللي مت يوم هذا لا زخرجوا الإنترنت начинаю гуглить хотя бы для начала естественно middle school اللي سوني يحدثنا نقطة بون وتعد دقيقة يو هذا تاجع وقعي ده اللي قالوا لي وقعي خلال توقعهم بيتنقوري خلال تبجيهم أسيت أقول وقعي خلال توقعها 800 рублей дьон зоена и donc где-то $30 хочется а تبجيها делаем شافيك سبوا تعدك تدوسون تبشخ وعليا تبشخ يدوق عليا بيزن قولك تبشخ и чисто и то и топчи баня у меня появились сомнения камидов алам баш сомнения юлу рядом может там она стоянка говорится но трен ну не такая да вот бейтан гур вох хасан значит хотя в истории тетя была не такая значимая личность бейтан гур хел топчи وقع له توبي مو يولي تري يوم دوي شهر يوم ما تعرف على ساجو سمنين فيولا سيانا كنا جوجل ميدالي ордена медали в армии вымывать шамиля воли ни одной валлахи настолько на лоха это было все рассчитано что и 5 медаль среди этих медалей нету то есть нету медалей. Йо, да, ход, а так это однозначная подделка, ба, не факт, ба, это даже серебро. Йо, это, скажем, борст бой, это, чуть матчин, говорит, да, поле, ту, от медала, матит, да, радуй, о, и да, и да, далой, кида, татек, лозяш, тунум халок, так, вот, один кеш, ардуй, сорду, значит, второй, это медал далает, реакция на медал. 근데 이거만 우리가 좀 힘신도 하다, 좀 도에나 좀 распространено. Да, это не то, что тогда вот Финца это до сих пор существует, это сон. Я знаю по себе непосредственно, когда ко мне обращались несколько человек по этому поводу, я обращался в специализации. То есть они уже сейчас ушли от Ростова, Казбек. То есть Ростов они уже не столько, они уже перешли в Питер, Москву, то есть Ленинград, Санкт-Петербург, они говорят некоторые говорят Москва. Якобы экспертиза сделана там, что это 100% подтверждается, что это однозначно так. Конечно же, это в основе своей не имеет никаких подтверждений. Да, есть такие, конечно, непосредственно есть такие исторические, археологические раскопки, которые сделаны Чернокопальским, совсем иного формата. Например,
чтобы тебе было понятно. Мне это было, чтобы не соврать, это было лет, наверное, ну, 8-й год или, да, 8-й или 9-й год. В 2008-2009 году. Чувак приносит и говорит, слушай, у тебя есть знакомый, говорит, там, правительство, он больше до канала, Барбас. Так, Хабас. Он достает золотой. Да что, сай буй, сай. И вот в то время говорит, короче, ахар, ялбахцу. За 10 тысяч долларов, да, дуахка, 8 тысяч долларов, хабел буцуба, 10 тысяч долларов, хабуахка, короче, 2000 долларов, Вендиса, что я что. А я в то время вообще, ты знаешь, на это как-то не сильно обращал внимание. Но чтобы было самое интересное, эти жители, этот человек, житель на тот период был нашей северной части нашей Родины. Понимаешь? Это даже не находка там, с южных сторон, или с западных, или восточных. С северной части. Потом, ты знаешь, я как-то заинтересовался и захожу я, КСБ, как загуглить, просто-напросто посмотреть. Я не знаю, из-за чего, или нечаянно я наткнулся. Мало того, что это скифский тор, более ранний период. Захожу, смотрю на черном рынке, то ли во Франции, то ли в Англии я нахожу, продается такой же фактически за 2 миллиона долларов. За 2 миллиона долларов. Ну, на Алмасте, он как раз в погранзаставе служил. Аспа, так-то, короче, мы как-то разговорились, он мне рассказывал, как он на границе с Финляндией, я говорю, если вот так, исторически, да, я представь, сега, тот сега, не, башлам, это не так легко, если тебя вот с этим где-нибудь один пограничник, а именно исторические артефакты, короче, там конкретно большое, это очень большое уголовное преследующее теме. И потом, а почему к нам это так легко попадает? Они прекрасно знают заинтересованность нас, то, что возрождение, что мы интересуем. Они знают наших. У них есть список национальных героев. Шейх Мансур, Байсангур, Шуайб Мулла, Дубаво Шендероевский и так далее и тому подобное. Там, Пантоевский, Патуко. Ну, всех таких более-менее именитых. Они проверяют родство, они проверяют, если кто-нибудь из потомков, кто сегодня живет, как это делается, баланс, в каких структурах есть, может заплатить или нет. И вот так в совокупности делается хорошая или нехорошая подделка. И вот так это попадает на наш рынок, который потом, к сожалению, обманывают, смеются и
Казбек. К сожалению, Казбек, это не я, это трафик у меня заканчивается, поэтому на таком моменте прервалось. Так что, ну, мада. Что я хотел сказать, друзья? К сожалению, сейчас дальше мы уже подведем итоги. Трафик у нас заканчивается. И подводя итоги, как раз Ибраим зашел. В Ютубе-то это уже продолжение. Все, кто не посмотрел полную версию в Инстаграме, вы можете зайти на Башлам, телеканал Башлам.39 лайв в Ютубе, посмотреть полную версию. Послушайте, уважаемые мои друзья, подписчики, братья и сестры. О многом и важном и нужном можно еще поделиться. Можно рассказать, можно подвести какую-то черту и понять. Кто-то умеет читать между строк, кто-то поймет, почему я говорю так или иначе. Почему здесь нету никакого враждебно настроенного или негативно настроенного отношения к кому-либо, каким-либо национальностям. Если есть подделка, потому что они же тоже называют нас там, без всякого сомнения, в 21 веке были лакцы, которым говоришь, вы должны освободить дома по судебному решению, вы не правы, и на это они отвечают, что вас депортировали за то, что вы враги народа были. Это в 21 веке наши соседи, дагестанцы, лакцы, точнее, с Новолакского района заявляют такое. И то это говорит женщина в присутствии своего мужа. Я это к чему говорю? Не к тому, что есть какая-то ненависть конкретно ко всем лакцам, или ко всем там аварцам, или ко всем там кумыкам. Нету к народам каких-либо ненависти. Есть конкретно люди, которые занимаются подстрекательством, оскорблением, занимаются ложью, распространением. Вот таких людей мы показываем и говорим, что надо беречь свою историю, беречь свою родину, беречь своих людей. Все это нам необходимо. Нравится вам или не нравится, завтра это придет и к вам домой. Завтра и придет к нам домой. Если богатые думают, что они защищены, вот как раз таки вот эта тема, где они подделывают все и пихают здесь, называя это оружие пистолетами шейх Мансура, там, называя это медали, твой дедушка был медаль, вот купи за 10 тысяч долларов. Когда я рассказывал, что в Турции к нашему чеченцу подошел один еврей или армянин и сказал, хотите купить карту 19 или 18 века за 10 тысяч долларов. Это карта, всего лишь карта. Конечно же, он не купил, оставил, но все-таки люди эти артефакты продают за огромные деньги. А это наше с вами национальное богатство. Завтра, если у вас нету карт, книг, нечего рассказывать, фольклора, нету исторических артефактов, реальных исторических артефактов, то люди начинают говорить, такие как Деметрий и его все собратья утырков нарнийских, начинают говорить, у вас нету этого, у вас нету ни карт, у вас нету ни истории, у вас нету, вообще нету. Тогда возникают проблемы. Ты или должен с этим человеком драться, или должен его наказать, или должен... Все, ты должен... Вот, нас вот это... Месть всегда остается, уже знаете. Рано или поздно, но чуть-чуть очень динект Эдуарду. Если ты, конечно, не прав. Если прав, то, конечно, он посмотрит и скажет, ну что, такова жизнь. Поэтому я честно вам скажу,
важность, нужность, конечно, нужно, Вежри. Конечно, я с радостью с вами и посижу, и пообщаюсь, и расскажу. И можно много разной тематики. Возьми любую книгу, я начну его зачитывать. Это просто, это важно и нужно. Ну а нас, как вот задал один из подписчиков, мы проснулись, мы знаем, кто враг, кто нет. К сожалению, не знаем. Мы с тобой это всего лишь человек 300-500. Ну, плюс-минус еще, пускай посмотрят там. 1000, 2, 5, 6 тысяч посмотрят. 10 тысяч пускай посмотрят. Посмотрят и то, но не до конца. Стримы до конца смотреть очень трудно. Кто-то из вахты, кто на севере, кто в Европе, у кого время есть достаточно, тот может продержаться, посмотреть 3-4 часа. Сейчас, допустим, это 4 час, это 4 час. У меня неумолимая боль в спине. Тате шунала хаздала, да, цакуак халбюльш, халса тошса и куак и лысса ялет и ашуса. А люди думают, что начинает еще, я не зачитываю, там есть снизу место, где с вопросительным знаком приходят вопросы, это как бы индивидуальные вопросы. Тебе сколько заплатили, к тебе хуняден, за что родину продали, гори, уважи, бож, юм сейчас. Про одежду, про бурду. Но я не виноват, что Свет так лежит, он такой показывает, как будто она у меня темная борода. Вот при встрече посмотрите, такая же седина, такая же рыжая борода. Другой начинает, тебе заплатили. Да что заплатили? Вы хоть понимаете, о какой сумме идет? Что изменится, зачем я буду вести эфир, если там donation это 100 рублей. 4 часа провел эфира ради донейшена 500 рублей, что ли? Вы с ума сошли? Я лучше посплю. Нет, конечно же. Нету таких денег, и никто, никаких спонсоров нету. Валлахи нету, за это не хотят. Не хотят платить, не хотят поддерживать, такие вещи нет. Они не понимают ценность этого всего. А соседи понимают. И используют это в своих целях. Очень хорошо используют. Конечно, у них есть больше солидарность. Конечно, они все это по максимуму выкладывают. Поэтому нужно понимать, осознавать. С радостью никто не перестает. Вы должны понимать, я 6 лет с вами. 6 лет тот, кто подписан там с первого дня на меня. Я 6 лет с вами. Я на глазах уже сам вижу, что я стал взрослее. Что-нибудь изменилось за это время, хочется верить в это. Поменялось ли в лучшую сторону? Нужно ли это кому-нибудь? Волей-неволей задумываешься. Звонки, айой-таган, ирю, ахатыры, хедеки. Все это есть. На силу науки, образования и новейших технологий мы до сих пор не познали. К сожалению. А сейчас другие войны и потери человеческие потери в войнах сейчас иные. Отправляют компьютерами, отправляют дроны, снимают, как убивают людей, как отрывают им конечности, сжигают их во время войны. Ты сидишь, вроде бы враг не идет на тебя, артиллерия не стреляет, вертолеты, самолеты не... Ты просто лежишь где-то на поле, тебе прилетает птичка, чих, все.
Это говорит о чем? Это говорит о том, почему я вам привожу это как пример. Времена меняются. И если мы не осознаем, что наука, прогресс, технический прогресс побеждает и идет вперед тот, кто это использует, мы так и останемся в каменном веке. Да, вот эти рыцарские качества, которые есть у нашего народа, храбрость, смелость, бесстрашие, фанатизм и так далее, крайний ряд, ну, это все да. Но мы должны понимать, нас не 2 миллиарда, нас нету так много, мы не можем жертвовать людьми, а прогресс идет вперед. Вот. Насчет культуры танца мы обязательно о Центароевске поговорим, но это будет уже в следующей нашей передаче. Я постараюсь, очень постараюсь сделать завтра и отвечу на ваш вопрос. Сегодня, к сожалению, мы уже 4-й час идем, и я, как сказать, пока уже на сегодня оставим, чтобы люди могли посмотреть то, что есть хотя бы. И всем огромная благодарность и Асламбеку, и там 2 человека, да, которые сегодня задонатили. Цен, ДРС, Хилда, Алдукда, Адуашу, Ажгуна, Осталацер. И почему особенная благодарность вам? Не из-за того, что большие суммы, нет. Из-за того, что вы уважаете, любите канал и поддерживаете его. За это вам огромная благодарность. Это то, что, по крайней мере, нас хоть чуть-чуть еще держит на плаву. Вот. Цундера, Цена, ДРС, Хил, ютубовские братья, огромная вам благодарность за то, добрые слова, за то, что поддерживаете очень сильно. Я читаю ваши комментарии, я не оставляю ни один комментарий. Я вижу вашу поддержку, как вы горой стоите за меня, как вы поддерживаете меня. Когда вы пишете комментарии, когда вы стоите за меня, тогда в десятки раз больше самолюбивому, да, тогда хочется еще больше ради вас выкладываться, еще больше вам посвятить, там что-то хорошее сделать. Я очень сильно пытаюсь, и, честно сказать, есть у меня там 1-2 человека, которые еще держатся со мной, которые поддерживают, пытаются сейчас как бы, ну, они поддержали и там, помогли отремонтировать одну вещь, помогли отремонтировать другую вещь. Она осталась вот 6 сумма донесло. Хоть и не новое, но постарались вот сделать то, что есть. За что ему тоже огромная баркала. Работу, к сожалению, по книге я пока заморозил. Материалы я собираю для книги. Думаю, где-то, наверное, четверть книги уже я собрал. Ну, думаю, посмотрим дальше. Будет видно, напишем. Да, и несмотря в этой книге мы постараемся, я, по крайней мере, постараюсь показать и лучшие стороны, но и нисколько не буду защищать тех, кто на самом деле вот столько не сделал ничего ради своего, нашего будущего. Важно, конечно, и спорт, и, как говорится, и воинское дело, это важно. Но кроме этого есть еще очень много того, что на десятилетия, сотни лет, а может и нас, если существовать будет еще мир 1000 лет,
это все пригодится. А вы приложили усилия совсем в другом направлении. Конечно, цашикуяц, сюлишна хода диез, хаспикшна хода диез, миллион штал диез, гуагбо, чункюгдо, чунцерчан, қиечан. Ну, шей қам, шей муак, шей кигерхуай. Садейнанса, да, ладно, оставим это. Садейнанс, да, гештуэл, уж сахундар. Нохчики стои. А нохчики наши мян мелок оргду элче, мелоч огду элче. Духобеш сахиета мегиз. Амма чодага хинц и эл моссузол и дег моссуз дова чодага хинц. Шец лейца хиллак. Арах ца эль хирвацум. هناك موتر شليل درخا سويليش نسويليش بيرجش ارمواش غاس قشت غلغاس حين لوكشن حين بع مليارد اخشن شلوع حط انز الى خرواتون هندالچا حيت ديك عددست يتس خرواتون الى يا خروات تو قان يشتعون لدرجة إما يعني قان يشموقع هل دروج در على درجته это يتم кто миллионы мал строй пал строй бо штай сайқуш таджикш была қиечар была алилам дирду хайқ оман юқа хола я лей ватсо я эли ватсо арахо хайти хирват хақ фуф дадирду حدرجة داديردو حد إحيا خيريات يعوما دينك خيرات إم خاسو هاي قومن حساقات ديشواتا حيث هما ديشواتا إساقية تنبو سهما داتا إساقية تنبو دار سيت ميال دينا سيت وين نوشتشون جوال ولا إن ولد ولا سبارتمان ولا تحر شادك ديتنا ألسم حيث هذا это большир. А цадой قانا عيشا هذا هم لا تفعل ازدش نشتيحا اسيوت اقبا حيث ليت خلي راح وصا ايل خروات اتمن اواليه وجري اتمن تعطى ليرق اميل ويد عدي ازدو قانا اوشقي تحوصل دويدان وقاها احتوص خلع Уважаемые мои друзья, сегодня мы заканчиваем свой эфир. Огромная благодарность всем, кто дослушал меня, всем, кто смотрит, слушает меня в Ютубе, сейчас, в данный момент, в Ютубе, в Телеграме, в Фейсбуке, Инстаграме. Одновременно у нас идет на 4 платформах, все слушают, все видят. Если даже нас немного, в общем, если нас даже всего лишь 500-600 человек, неважно. Это важно для того, чтобы было понятие, к чему мы стремимся и к чему мы идем. Нам нужна истина, истина о своей истории, о своих традициях, о своей географии, культуре. Мы не оскорбляем и не задеваем никого из соседей, будь то братья, будь то просто соседи и все остальное. Дай всем им здоровья, счастья и благополучия от чистого сердца. Всем. Главное, чтобы не задевали нашу честь, не задевали нашу историю, традиции, культуру. Если будет оскорбление, если будет что-либо в наш адрес, мы будем отвечать симметрично, возможно, еще большим усилием, поскольку, чтобы вы знали, прошли те времена, когда можно просто так оскорблять, уезжать и делать все, что они хотят. На этом мы заканчиваем. Если у кого-то есть вопросы, пишите в директ, в Инстаграм, в Ютуб, в Телеграм. Чат-бот есть, в Твиттере есть. Мы везде, мы пишем, мы публикуем. И максимально вы можете рассчитывать на наш ответ. Мы не принимаем
Оскорбление, мат мы не принимаем. Разжигание межнациональной розни. В рамках культурного общения, дискуссий мы всегда рады с вами общаться. Дружить, понимать. Масена Адекюэл, огромная благодарность людям, поддержавшим сегодня наш канал, задонатившим. Огромное спасибо отдельное. Дал Этубаль. С вами был Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Адекюэл, Маш, Аль, Мюстал Дехалева.